Пусть Бог благословит вас. Меня зовут Ульф Экман. Я очень рад представить вам нашу библейскую видеошколу. Я хочу говорить с вами об Аврааме. Авраам — это отец нашей веры. На протяжении всей Библии, и особенно в Новом Завете, мы видим в Аврааме потрясающий пример нашей веры в Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы мы с тобой ходили так, как ходил Он. И Библия покажет тебе так много о том, как Он верил в Бога, как Он слушал Бога, и что происходило в результате этого. Это то, что Святой Дух хочет дать тебе в сегодняшней лекции. Библейская видеошкола Ульфа Экмана. Пусть Бог благословит вас. Пожалуйста, садитесь. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте 4 главу послания к римлянам. Я хочу рассказать вам о человеке, жизнь которого изменила жизнь всех остальных людей. Его звали Авраам. Он был мужем веры. И, конечно же, каждый христианин слышал такое слово «вера». И каждый христианин знает имя Авраама. И каждый, или, по крайней мере, большинство из нас уже поняли, что Авраам был человеком веры, он был отцом нашей веры. Итак, слово «вера» — это то слово, к которому мы все привыкли, по крайней мере, оно нам знакомо, но это еще не значит, что мы понимаем веру. Но сначала самое лучшее, если мы прочитаем из 4 главы к римлянам, со стиха 16. «Итак, по вере, что было по милости». Что-то очень интересное. Римлянам 4:16. «Итак, по вере, что было по милости», то есть по благодати. Ты слышишь, как многие проповедники делают различия между благодатью и верой, но иногда они так сильно подчеркивают это различие, что они используют благодать для того, чтобы уничтожить веру. Или наоборот, используют веру, чтобы уничтожить благодать. Я знаю, что есть проповедники, которые проповедуют веру так, что вера становится почти что как одни дела. И в результате такой веры люди становятся такими напряженными. Мы не будем говорить так о вере. Я также знаю других людей, которые говорят о благодати так, что при этом кажется, что вера вообще не нужна. Это тоже неправильно. И дайте мне дать вам совет. Разрешите дать вам совет. Никогда не слушайте проповедников, которые критикуют веру, которые отвергают слово «вера» и это учение. Вы слышали это «Аминь»? Это было для вас «Аминь». Понимаете? Библия говорит, что мы спасены чем? По благодати через веру. Так что нам нужна и благодать, и вера. И благодать действует только через веру. Это очень важно. В шведской Библии и в некоторых других переводах говорится, что вера — это фундамент, чтобы благодать могла действовать на этом фундаменте. Это означает, можешь говорить все, что хочешь о благодати, но если нет веры, которая подключается к благодати, то сила Божья не будет высвобождена в твою жизнь. Поэтому не позволяй никому нападать на веру, не позволяй никому вводить в тебя в смущение по вопросу веры. Но пусть твоя вера работает. Если мы превратим веру в дела, то, конечно, мы устанем, мы будем изо всех сил стараться верить, но этого не нужно делать. Аллилуйя! Хорошо, что ты здесь. Итак, если мы поймем веру правильно, то никогда в твоей жизни такого не произойдет. У тебя будет покой веры в твоей жизни, вера будет возрастать в твоей жизни, вера станет для тебя чем-то очень естественным. Это именно то, что Бог желает насчет веры для тебя, чтобы она была естественной для тебя. Римлянам 4:16. «Итак, по вере, что было по милости», то есть по благодати, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых». Ты рад? «И называющим несуществующее как существующее».
Он, то есть Авраам, сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, не изнемогший в вере, не изнемогший в вере. Это значит, что ты можешь изнемочь, стать слабым в вере. Но это не воля Божья, чтобы ты стал слабым в вере. Если мы с тобой слабые в вере, то мы с тобой можем стать и сильными в вере. Нет ничего плохого в том, чтобы быть сильным в вере. Недавно я познакомился с одним христианином, которому не нравились такие слова, как сила, власть. Ему много чего не нравилось. Я уверен, что я ему тоже не нравился. Но это уже другая тема. Но здесь, а также во 2 Фессалоникийцам написано, чтобы твоя вера могущественно возрастала. Бог хочет, чтобы твоя вера, можно сказать, чтобы твое христианское хождение, твое хождение в духе, твой внутренний человек, это все одно и то же. Он хочет, чтобы ты, твой внутренний человек и твоя вера были сильными. Скажи «сильными». Аминь. Понимаешь, ты можешь стать сильнее в вере. Это необходимо для того, чтобы те вещи, которые ожидают нас, осуществились. Даже если твое тело станет слабее с возрастом, ты уже не будешь бегать так быстро 100-метровку, и ты, может быть, будешь усваивать какие-то вещи медленнее. Твое тело с возрастом немного слабеет, но ты можешь оставаться в божественном здоровье и в силе Божьей. Но возраст есть возраст. Но твоя вера и твоя духовная жизнь могут возрастать постоянно. Проблема в том, что многие люди, когда переходят через рубеж 30, 40 или 50 лет, тогда они некоторые думают уже, что вообще все кончено. Некоторые люди в таком возрасте успокаиваются, становятся такими расслабленными. Их тело начинает диктовать им всю жизнь, их аппетит растет. И все становится тяжелым, трудным. Они хотят отдыха и покоя. Это губительно для твоего духовного хождения. Это не значит, что ты должен себя доводить до инфаркта. Это значит, что твой дух должен быть активным постоянно, потому что твое тело, плоть будут воевать с тобой и будут говорить тебе: расслабься, посиди, успокойся, все будет хорошо, все будет отлично. Все будет не отлично, а очень холодно, если просто сядешь в снег и будешь там сидеть. Тебе нужно оживать. Я знаю, что ты живой. Я, наверное, как будто проповедую спасение хору. Все и так спасены, а я все равно проповедую. Но я проповедую тебе. Аминь. Так что нам с тобой нужно, чтобы наш дух оживал. И Авраам делает тут что-то очень интересное. У него нет вообще никакой надежды. У него никогда не было детей, у Сары никогда не было детей. И Бог начинает говорить. Единственное, что было у Авраама, единственное, это было слово с неба. И это единственное, что у тебя на самом деле есть. Это то, что и будет работать на тебя, когда все против тебя. Ты все это слышишь постоянно. О, человек этот отступник, обстоятельства тут плохие, денег у нас нет, образования у меня нет, друзей у меня нет, ума, образования у меня нет. На самом деле, у нас вообще нет того, на самом деле, что нужно для успеха в жизни. И если бы все зависело от нас, то мы бы просто покатились вниз. Но не все зависит от нас. Если Бог мог взять очень старого человека, который уже был пенсионер, у которого не было детей, жизнь его уже была в прошлом фактически. Все, что его ждало, это по-настоящему, это просто смерть. Если Бог мог взять его и сделать его отцом многих народов, то Бог может взять кого угодно. И Бог может взять тебя, и Он возьмет тебя, если ты позволишь Ему это сделать. И как Бог взял его, каким образом? Словом. Бог просто сказал о тех вещах, которых в то время, когда Бог о них говорил, еще не существовало. Он сказал о чем-то, что было совершенно невозможным, что казалось бессмыслицей. Он сказал этому старику, который уже одной ногой в могиле был, что ты станешь отцом многих народов, и у тебя будет сын. И когда он услышал об этом, он покатился со смеху. Это было первое пробуждение смеха, я вам говорю.
Откуда мы знаем? Потому что когда его сын в конце концов родился, его назвали смех. Исаак на иврите означает смех. Когда Бог заговорил с Авраамом, Авраам так рассмеялся. Он так начал смеяться. Моя старая мадам забеременеет, будет ходить с таким животом, и у нее родится ребенок. И она тоже так засмеялась. Ой, такой стыд. А она смеялась, они оба смеялись. Но это было два разных смеха. Сара смеялась смехом неверия. О, сумасшествие. И потом Сара лгала, потому что Бог пришел попозже и сказал: я видел, что ты тут улыбаешься, ухмыляешься. О, нет, я не ухмылялась. Прямо лжет Богу в лицо. А Богу все равно. Он просто сам смотрит так. То же самое с тобой. Ты немного в плоть впадаешь, люди впадают в плоть, так. Но Бог смотрит на твое сердце. И если твое сердце жаждет Бога, все остальное не важно, насколько ты слаб. Посмотри на все слабости Сары, на все слабости Авраама, на все негативные обстоятельства, на всю ерунду, которая там творилась вокруг них. И из всего этого произошел Мессия, спасение мира. Благодаря им мы сегодня идем на небо. Так что Бог может и тебя использовать. Ты веришь в это? В чем секрет? Об этом можно было бы говорить часами, но у меня нет этого времени. В этом-то вся и штука с телевидением. Время так летит быстро в эфире. Здесь так ясно говорится, что он сверх надежды, поверил с надеждой, через что стал отцом многих народов, стих 18, Римлянам 4 глава. По сказанному, так многочисленно будет семя твое. Итак, Бог сказал Слово. И когда Он сказал Слово, это и было фундаментом для чуда в твоей жизни. Это является фундаментом для чуда. Очень часто я молился за людей, которые стояли в очереди на молитву, и было сильное помазание. Но очень часто было так, что Святой Дух останавливал меня, и Он говорил мне: спроси этого человека, есть ли у этого человека слово, на котором он стоит. Я спрашивал, и у него было вот такое выражение лица. Я спрашивал: у тебя есть слово? Стих из Библии, обетование. Ну, Иисус любит меня. Это я знаю, потому что Библия мне так говорит. Это английская песенка для детей в воскресной школе. Это не такое уж конкретное обетование. Я спрашиваю: у тебя есть конкретное обетование? И если ты двигаешься вдоль ряда людей, то люди понимают, что до них очередь тоже дойдет, и тогда они уже отвечают: «О, да, у меня есть слово, Иисус мой целитель». И потом я их снова спрашиваю: а ты молился этим словом? Ты молился, стоя на этом слове? Я никого не осуждаю и не критикую. Но все в твоей жизни Бог начинает делать через слово. Запомни, все начинается не с эмоций, все начинается со слова. Вместе с этим словом могут прийти сильные эмоции, но эмоции рано или поздно стихнут, утихнут и уйдут, но слово останется. Здесь все началось со слова, и это слово было очень простым, очень ясным. Так многочисленно будет семя твое. Стих 19. «И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело». Так даже Бог сказал: парень уже фактически мертвый. Что это означает? Это означает, что он не смотрел на свое тело. Он не смотрел на свои обстоятельства, другими словами. Есть глупое учение об этом. Тебе не нужно увлекаться какими-то глупыми учениями, но держись Библии. Это не означает, что он ходил и отрицал обстоятельства. Я верю в позитивное исповедание Божьего Слова из твоих уст, но я не верю в то, что нужно ходить и говорить: «Я не болен, я не болен, я не болен». Если ты болен, ты болен. Я помню, как один проповедник, Лестер Самрелл, это был, он молился за больных, которые стояли в ряд. И один человек к нему подошел и говорил: «Я верю, что я исцелен, я верю, что я исцелен, я верю, что я исцелен». Он рассердился на него и сказал: «Замолчи, ты болен». И позже он помолился за этого человека, и Бог исцелил его. Послушай, Иисус исцеляет только больных людей. Это глубокое откровение. Так что если ты стоишь в очереди за исцелением и хочешь исцеления, то это потому, что ты болен. Так что Авраам не ходил вокруг всюду и говорил: «У меня 150 детей, у меня 150 детей, у меня 150 детей».
Нет, нет, нет. Он не смотрел на обстоятельства. Это не означает, что он отрицал обстоятельства. Потому что если ты начнешь отрицать обстоятельства, у меня живот болит. Ой, нет, не болит, не болит. О, болит, болит. Нет, не болит, не болит. Тогда ты уже в какой-то христианской науке, в New Age, в оккультизме, но уже не в христианстве. Библейское христианство, Евангелие, то есть сила Божья к спасению. Это что-то другое. Конечно, Авраам знал, что у него не было ребенка, в этом и было назначение этого чуда. Он хотел иметь ребенка, и он хотел так долго, что, может быть, он даже готов был уже в отчаянии впасть. Так что Бог должен был прийти и сказать: вот смотри, сколько звезд, столько и детей у тебя будет. И тогда Авраам посмотрел на звезды, и к нему пришла вера. Вот когда он стал праведником, в согласии с Библией. И дух веры сошел на него, и он начал верить. Он не ослабел в вере. С того момента обстоятельства уже не имели значения. Может быть, сегодня утром у тебя болит колено. Ты встаешь с кровати и говоришь: ой. И что ты будешь говорить? Я не болен, я не болен. Нет, ты не будешь так говорить. Так не надо говорить. Ты будешь говорить вместо этого то, что Бог говорит о твоей болезни. Что Бог говорит тебе о твоей болезни? Ну, я не знаю. Так лучше выясни, возьми и выясни. В Библии. Да. Понимаешь, тебе нужно стоять на обетовании, не на пророчестве. Потому что иногда люди пророчествуют самые разные вещи. Не волнуйся, я не против пророчеств. Я целую книгу написал о пророчествах. Я за пророческие высказывания. Но иногда такие пророчества слышатся. Пусть Бог тебя благословит, брат. Так говорит Господь, я люблю тебя. Все у тебя будет хорошо, потому что ты мой друг, говорит Святой Дух. Тут сильно примешивается человеческое иногда. Если ты хочешь быть уверен, стой на написанном слове. Стой на обетованиях. Я не против пророчеств. И не говори так, и не думай так, потому что я за них, я двигаюсь в них, я люблю их. Но в них есть человеческий элемент, которого нет здесь, в написанном слове. Так что же Библия говорит о твоих сегодняшних обстоятельствах? Тебе нужно самому это выяснить. Ты должен получить слово. Что Иисус говорит о твоей болезни? Он много чего говорит о ней. Он говорит тебе, что Он взял все твои болезни на себя, когда Он умер на Голгофе. Что это значит? Это значит, что когда твое колено болит, ты смотришь на Голгофу. Когда у тебя желудок болит, ты смотришь на крест. О, спасибо, Иисус. О, ты понес это вместо меня на кресте. Спасибо, Иисус, что твоими ранами я исцелен. Я имею исцеление в твоих ранах. Твоими ранами, в соответствии с Исаией, я буду исцелен. В согласии с 1 Петра, я уже был исцелен твоими ранами, потому что Исаия смотрит вперед на будущее, крест, который будет еще, а Петр оборачивается назад, на крест, который уже был. Спасибо, Иисус, я не отрицаю этого состояния, но я благодарю Тебя за то, что Ты понес это вместо меня. Может быть, ты проходишь через ужасные обстоятельства. Может быть, у тебя обстоятельства совершенно плохие. Может быть, работы у тебя нет. Но давай посмотрим на Авраама. Он не смотрел на свои обстоятельства, но он крепчал в вере. Почему? 20 стих. «Не поколебался в обетовании Божьем неверием». Понимаешь, ты должен иметь обетование от Бога. Он не поколебался. Если что-то и может заставить тебя поколебаться в Слове Божьем, в обетовании Божьем, это обстоятельства. Особенно, если ты получаешь пророческое слово. Я имею в виду настоящее пророчество. Дух Божий постоянно много пророчеств дает. И ты получаешь такое пророческое слово, и ты так радуешься, и там дьявол тебя ждет и разбьет. Запомни вот что о пророчестве. Может быть, я еще буду об этом учить попозже. Пророчество приходит к тебе, когда ты перед трудными временами. Если у тебя много пророчеств в жизни, берегись. Наступают трудные времена, потому что Господь хочет говорить к тебе, чтобы тебе было за что держаться. Когда Господь говорит: «Я обещаю тебе небеса», а потом поднимается ад. Очень часто так бывает. Люди говорят: «О, такое помазание было, такое пророчество Бог мне дал, такие вещи пообещал». И потом
совершенно противоположные вещи начинаются, и люди огорчаются. О, Бог сказал, а произошло вот это. И они начинают обвинять Бога, и именно этого и хочет дьявол. То пророческое слово, которое ты получил на так называемой горе преображения в славе, оно должно провести тебя через тяжелые времена. Но если ты рассердишься на Господа за то, что Он говорил с тобой во времена славы, а потом дал тебе идти через тяжелые времена, если ты решишь, что Он не сохранил, не соблюл свое слово, ты потонешь из-за этих обстоятельств и ослабеешь в вере, и не удержишься за обетование Божье. Когда наступают проблемы, единственное, за что нужно держаться, это не ясность, не мудрость, не сила, не обстоятельства. Единственное, за что ты должен держаться, когда все, кажется, выглядит совершенно сумасшедшим, это Слово Божье, это единственное. Если у тебя есть всего одно маленькое горчичное зернышко, а одно маленькое обетование, это все, что тебе нужно. Это все, что тебе нужно. Что здесь происходит? Он не поколебался, он укрепился в вере, он воздал славу Богу. Вот с чем проблемы бывают очень часто у людей. Когда они проходят через трудности, они не воздают славу Богу, они обвиняют обстоятельства. Или у них супердуховный взгляд на жизнь. Я очень духовный, а он не прав, и этот не прав, и тот не прав. О, и жизнь не права, и здесь все ужасно. Библия говорит, воздавай славу Богу. Просто пройди через все это. Люди есть люди, обстоятельства есть обстоятельства, дьявол есть дьявол, фарисей есть фарисей. Не волнуйся по поводу всего этого. Воздавай славу Богу, воздавай славу Богу, воздавай славу Богу, воздавай славу Богу, воздавай славу Богу. Да, что же с обстоятельствами нужно будет делать? Ты все равно их не решишь. Поэтому лучше оставайся в духе и радуйся. И верь Богу за чудеса. И тогда твоя вера укрепится, тогда, когда ты воздашь славу Богу, тогда придет эта сила, и тогда ты сможешь взять власть над обстоятельствами и высвободить Слово Божье, и говорить к обстоятельствам, и говорить дьяволу, и обстоятельства изменятся. 11 глава послания к евреям — это глава о вере. Каждая глава в каждой книге Библии — это глава веры. Очень часто мы говорим, 11 евреям — это глава о вере, как будто любая другая глава — это глава о неверии. Но это не так. В этой главе есть столько всего. Но просто откройте ваши Библии и давайте прямо сейчас читать, что здесь написано. Начнем сначала. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Перейдите вместе со мной к 6 стиху. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает, что Он вознаграждает тех, кто усердно ищет Его» в английском переводе. Это великое место в Библии. Если ты читаешь его неправильно, в негативном духе, ты говоришь, без веры угодить Богу невозможно, значит невозможно. Но это не невозможно угодить Богу. На самом деле Богу угодить очень легко. Когда написано, что без веры угодить Богу невозможно, это означает что-то позитивное, что с верой угодить Богу возможно. И, скажем так, лучше, только верой ты можешь угодить Ему. Только когда ты ходишь верой, ты угодишь Ему. И вопрос, могу ли я угодить Богу? Как ты думаешь, ты можешь угодить Богу? Ты здесь сегодня утром? Аллилуйя! Мы ходим верой, а не видением, поэтому не смотри вокруг по сторонам на людей, которые ходят по залу. Еще раз. Евреям 11:6. Без веры угодить Богу невозможно. На самом деле это означает, что единственный способ, как ты можешь прийти к Богу, единственный способ, как ходить с Богом, единственный способ общаться с Богом, это через веру. Это значит, что Бог исключает любой другой путь. Ни один другой путь не идет на небо, но вот этот путь идет на небо, ведет тебя туда. Если у нас с тобой неправильное представление о вере, то мы думаем, что мы не можем верить, и поэтому не можем прийти к Богу. Но если мы правильное понятие о вере имеем, то есть
Оно вот в чем. Если ты рожден свыше, ты рожден свыше? Аллилуйя, аминь. Мне это нравится. Если ты рожден свыше, то Библия говорит, что тебе была дана мера чего? Мера веры. Да, каждому верующему дана была мера. Ты, может быть, любишь Иисуса, но чувствуешь себя таким слабым, плотским. Может быть, ошибок много наделал, и грех в жизни какой-то есть. Я скажу тебе одно. Если ты принял Иисуса как своего личного Господа и Спасителя, и если ты хочешь следовать за Иисусом, то у тебя есть дар, который Бог дал тебе. Этот дар называется вера. Вера — это дар с неба. Иногда, когда мы говорим, что Бог есть Бог веры, некоторые богословы, я получил письмо от одного богослова из Ирландии, пусть Бог благословит вас, они злятся, когда мы говорим, что Бог имеет веру. Но когда я смотрю на таких богословов из Ирландии, я просто знаю, что у Бога должна быть вера. Знаешь почему? Потому что когда Бог смотрит на эту кашу, которая вокруг нас, и знает, что Он сотворит что-то прекрасное из этого, то у Него на это должна быть вера. У Него есть вера. Он есть Бог веры. Это значит, что в Его сердце Он запланировал, Он пожелал, Он мечтал. И когда Его сердце переполнилось чем-то, Он произнес это своими устами, и это стало. Аллилуйя. Поэтому не говорите мне, богословы, что у Бога веры нет. Может быть, у тебя веры нет? Ну, конечно, есть она у тебя. Я не буду противоречить сам себе, если ты рожден свыше. Если ты принял Иисуса как своего Господа и Спасителя, то тебе была дана вера прекраснее, чем золото. Мера веры — это что-то прекрасное. Библия говорит также о даре веры, о сверхъестественном даре веры, как об одном из даров Духа. Но каждый верующий, неважно, есть у него, действует у него этот дар Духа или нет, у каждого верующего есть вера. Это очень-очень-очень важно. 12 глава Римлянам говорит об этом так ясно. И давай скажем это. Я имею веру. Я верю в Бога. Я верующий. Я не сомневающийся. Я верю в Иисуса. Он дал мне меру веры. Ты веришь в это? И тебе нужно верить в это. Потому что так часто богословские системы нападают на нас и говорят нам, что у нас и этого нет, и того у нас нет. Но дайте мне объяснить вам, что даже если вы не чувствуете очень сильно это в вашей жизни, если ты не чувствуешь, как сила веры действует в твоей жизни, может быть, страх атакует тебя, может быть, обстоятельства какие-то подавляют тебя и смущенным, и ты сомневаешься во всем. Но все-таки, если ты рожден свыше, если Иисус твой Господь, то у тебя есть мера веры, у тебя есть вера. И не говори, что у тебя ее нет, потому что она есть у тебя во имя Иисуса. Твоя вера может быть слабой. Твоя вера, на нее могли повлиять обстоятельства. В таком случае твоя вера должна возрасти. Как приходит вера? Римлянам 10 глава, стих 17 говорит, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера не приходит из обстоятельств. Вера не приходит из чувств. Вера не приходит от того, что ты побывал на чудесном служении, и все прекрасно было. Вера приходит единственным способом. Это дар с неба, который вложен в твой дух, и она растет и развивается через обетования и слова от Бога. Раньше мы говорили уже об Аврааме. Давайте вернемся и посмотрим на Авраама в 4 главе Римлян. Послание к Римлянам — это чудесная книга. Многие люди боятся ее, потому что считают ее слишком глубокой, слишком богословской. Но это не так. Это замечательная книга. Знаете, что Лютер говорил? Он говорил, что ее нужно выучить наизусть и читать ее каждый день. И вся 4 глава Римлян посвящена Аврааму, потому что Авраам — это прообраз, это наш отец, это пионер веры. Он человек, который сделал то, о чем говорит Евреям 11. Он ходил верой.
Евреям 11:6, там написано, что без веры Богу угодить невозможно. Но если ты придешь к Нему через веру и будешь верить в то, что Он есть, и в то, что Он вознаграждает тех, кто усердно ищет Его, то ты будешь так благословлен. Запомни, Бог, Он не просто Бог, который есть где-то во Вселенной. Он очень близок к тебе, Он любит тебя. Он хочет быть твоим отцом. Он хочет быть тем, кто защищает тебя. Он тот, кто вознаграждает ищущих Его усердно. Аллилуйя. Но когда мы ищем Его, мы приходим в вере. Вера, в принципе, это что-то очень простое. Это доверие. Вера — это ты веришь кому-то, доверяешь кому-то, и это доверие развивается. И Бог не просто бросил с неба книгу и сказал: прочитай эту книгу, и вот это все, что ты получишь от меня, это книга. Некоторых христиан послушать, вот это только Бог и сделал. Никаких чудес, никакого помазания, нет освяжения, нет ничего зрелищного в жизни, просто книга в жизни есть. И пытаешься все вычислить по ней и борешься сам за себя по жизни. Нет. Библия — это святое Слово Божие. Каждое слово прекрасно, вдохновлено Духом Святым и для нас. Но понимаешь, эта книга — это просто... Это один из способов, как Бог добивается, чтобы мы стояли в вере и верили в то, что Он говорит, чтобы мы могли прийти к Нему, чтобы мы могли общаться с Ним, чтобы мы могли доверять Ему. Но ты ходишь с Ним каждый день. И, пожалуйста, не пойми меня неправильно. Я знаю, что есть некоторые богословы, которые смотрят программы и только и ждут, чтобы я что-нибудь не то сказал, и снова написать письмо хотят. Вместо этого послушай. Слушай вот это. Очень важно, потому что есть такие моменты, когда у тебя Библии с собой нет. И что, ты не можешь ходить с Богом, если у тебя Библия не при себе? Конечно, можешь. У Авраама не было с собой Библии. И когда Петр проповедовал свою проповедь в день Пятидесятницы, у него был только Ветхий Завет. Когда он пророчествовал, он перед этим даже не прочитал еще 1 Коринфянам, но он ходил с Богом. Именно это и есть вера. Я не перечеркиваю Библию, читай Библию, изучай Библию, но взаимоотношения у тебя не с книгой, а с личностью. И эта личность прекрасно описана в этой книге, чтобы ты мог иметь более богатые отношения, более полные отношения с ним, с этой личностью. Но отношения с личностью, например, моя жена, если она напишет мне письмо, я прочитаю это письмо, оно мне понравится, я, наверное, поцелую это письмо. Но лучше я поцелую ее, чем письмо. Аллилуйя. Аминь, сестра. Это правда. И не злись на меня. Я чувствую, что вот опять поднимается. Кто-то опять недоволен. Пора кому-то благословиться. Аллилуйя. То же самое с Иисусом. То же самое с Иисусом. Я люблю читать Библию, но я люблю через Библию, через силу Святого Духа общаться с Ним, ходить с Ним, общаться с Ним, говорить с Ним. Это и есть вера. Вера — это хождение с Богом. Аминь. И вот Авраам, он ходил с Богом, потому что Бог призвал его, Бог вызвал его, Бог проговорил к нему, Бог благословил его, и Бог пообещал ему то, что произойдет с ним в будущем. И Бог пообещал, время пошло, и Авраам мог сомневаться или бунтовать против этого, или оставить это. Но в Римлянам 4:19 написано, что он не изнемог в вере, что он не был слабый в вере. Понимаешь, мы с тобой можем быть слабы в вере. И в таком случае Бог желает укрепить нас. Не ослабев в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. В английском он не думал о своем теле. И утроба Сарина в омертвении, он тоже об этом не думал. И не поколебался в обетовании Божьем не в вере, но прибыл тверд в вере, или в английском укрепился в вере через то, что он воздал славу Богу. Почему он сделал это? Потому что он был вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Вера — это доверие Богу, потому что я встретился с Ним, потому что я познакомился с Ним, потому что Он сказал мне слово. Не я к Нему пришел, но Он пришел ко мне. Как с Авраамом было. Однажды просто Бог раз и показался, и появился, и проговорил. И тут же Авраам понял, что это не один из моих идолов, потому что они не умеют говорить, они не могут реагировать ни на что, они ни что не способны. Они мертвые, тупые, немые идолы. Но вот теперь кто-то, кто живой, говорит со мной.
Вот почему Он называется Богом Авраама, Исаака и Иакова. Он Бог живых, а не Бог мертвых. Так что Он явился живым в жизни Авраама. И Он говорит: Авраам, иди сюда. В Евреям 11 написано, что Бог сказал Аврааму, чтобы тот вышел и не сказал ему, куда идти. Он просто сказал: иди, а когда пойдешь, я скажу тебе, куда ты должен идти. Я скажу тебе, если кто-то незнакомый тебе так говорит, ты не пойдешь. Если ты на улице где-то, в городе незнакомом, и человек подходит к себе на улице и говорит: ты пойди вон туда, и потом ты узнаешь, в каком направлении ты двигаешься. Ты не пойдешь туда, потому что ты человека этого раньше никогда не видел, и ты не будешь следовать в том направлении, куда он тебе указывает идти. Не следуй за чужаком, следуй за тем, кого ты знаешь. Узнай Иисуса и следуй за Ним. Если ты знаешь Его, то ты доверяешь Ему. Если ты доверяешь Ему, то это и есть вера. Это и есть вера. Понимаешь? Вера — это 24 разных принципа. Нет, это не так. Вера — это просто знать Бога, это доверять Богу. И вера — это слушаться Бога из-за того, что ты доверяешь Ему, из-за того, что ты знаешь Его. Я знаю, доверяю Ему, поэтому я хожу с Ним. И когда я хожу с Ним, я общаюсь с Ним. Я не могу общаться без послушания, поэтому я слушаюсь Его. Он говорит: пойдем здесь. Поэтому я не говорю так: о, нет, я пойду другим путем. Нет, я хожу с Богом. И это очень здорово. Ты можешь ходить с Богом. Каждый день ты можешь ходить с Богом. Во всех обстоятельствах ты все-таки можешь ходить с Богом. Отец, я прошу за каждого, кто слушает сейчас. Аллилуйя. Аллилуйя. Я молюсь за них прямо сейчас во имя Иисуса. За тех, кто смотрит нас, кто связан. И ты не чувствуешь, что у тебя есть общение со Всемогущим. Ты можешь иметь его во имя Иисуса. Просто скажи: Иисус. Не будь пленником своих эмоций. Не будь пленником своих обстоятельств. Не будь пленником, узником мнений других людей. Не будь пленником своего самоотвержения. Но прямо сейчас оживай. Поднимайся в твоем духе. Поднимайся. Поднимайся прямо сейчас. Вера, вера. Пусть твоя вера поднимется в твоей душе. Во имя Иисуса. Будь благословен, будь благословен, будь благословен. Будь укреплен. Вера пусть будет высвобождена во имя Иисуса. Вы смотрите нас сейчас. Вы можете прийти к престолу небес. Может быть, ты ничего не чувствуешь, а может быть, ты много чего чувствуешь. Иногда негативные какие-то вещи тебе мешают. Есть препятствия в духе. Дьяволу все это не нравится. Я тебе скажу, настолько же, насколько Богу нравится вера, настолько же дьявол ненавидит ее. И он будет атаковать тебя там, где он может тебя атаковать, то есть в сфере твоей души, в твоих обстоятельствах. Но ты стой на Слове Божьем и скажи сатане: убирайся из моей жизни во имя Иисуса. Сатана, я иду против тебя. Ты не можешь остановить меня. Я верующий, и каждое обетование принадлежит мне. Я верю в Божье Слово. Не верь в нынешние обстоятельства. Скажи: я не верю в нынешние обстоятельства, я не верю в ложь сатаны, я верю Тебе, Иисус, во имя Иисуса. Аллилуйя. Ты любишь Библию? Ты любишь Иисуса? В Евреям 11:6 автор говорит о вере. Вера — это что-то существенное. Это не что-то такое плавающее, витающее, где-то какая-то неопределенность, может быть, получится, может быть, нет. Вера — это что-то гораздо большее, чем все такое. Давайте откроем Евреям 11:6 и начнем с 1 стиха 11 главы, а потом 6. Вера же есть осуществление ожидаемого или сущность ожидаемого в английском и уверенность в невидимом. Вот определение, которое Библия дает вере. Итак, вера — это то, что делает каждый человек в этой главе, и то, что Святой Дух говорит нам об этом человеке, это и есть вера. Мы пройдем, например,
Если взять Авеля, вера — это жертвоприношение. Енох — вера — это хождение с Богом. Авраам — вера — это повиновение Богу. Вот это все и есть вера, и еще гораздо больше. И здесь в Римлянам 11:1 говорится, что вера есть уверенность в невидимом. Что это значит? Или свидетельство о невидимых вещах. Это значит, что есть какие-то вещи где-то, которых мы еще не видим. Но вера говорит нам, что они есть. В одном переводе написано, что это вера подобна сертификату, бумаге, на которой написано, что ты являешься владельцем чего-то. Ты не видишь, скажем, той собственности, которая у тебя есть, того участка земли, который у тебя есть, но эта бумага, этот листок земли, на котором написано, что этот участок твой, вера подобна этому листку бумаги. Как приходит такая вера? Вера приходит через то, что ты ходишь с Богом. Когда мы рождаемся свыше, когда ты родился свыше, Иисус сделал что-то чудесное через Святого Духа. Он вложил меру веры в твое сердце, внутрь тебя. Она есть у тебя. Мы говорили об этом в прошлый раз, что если ты верующий, то у тебя есть вера. Не забудь эту фразу. Неважно, насколько слаба твоя вера, неважно, какие у тебя обстоятельства запутанные, насколько ты глубоко в депрессии сегодня, может быть, твои соседи тебя замучили, может быть, тебя сатана замучил. Если ты верующий, а ты верующий? Если ты христианин, это значит, ты рожденный свыше верующий. Это значит, что у тебя есть вера. Скажи, у меня есть вера. Понимаешь? Это открывает тебе все места в Библии. Потому что вера — это условие для многих благословений. Иногда дьявол приходит и говорит, все эти благословения для тебя, исцеление, радость, изобилие для тебя, победа для тебя, если бы у тебя была только вера. Но из-за того, что веры у тебя нет, все это нет для тебя. Это ловушка врага, которая мучила религиозные организации, деноминации и несчетное количество христиан, которые любят Библию, любят обетование, и они хотели бы иметь то, о чем они знают, Бог дает им это, но они понимают, что без веры не получишь, а веры нет. Это ложь из глубины ада. Мы знаем, из Евреям 11:6 мы читали, что без веры к Богу нельзя прийти, нельзя ходить с Ним, и принять от Бога нельзя, не имея веры. Из-за того, что само предложение написано отрицательно, люди из-за тенденции истолковывать все негативно думают, что ничего невозможно вообще получить от Бога. Но Дух Святой не для этого написал этот стих. Он написал это для того, чтобы показать нам, что единственный способ, как ты можешь угодить Богу, это вера, а не твоя духовность и не все твои прошлые переживания, не победы вчерашние, не твоя церковь, не все видения, которые у тебя есть, не знание Библии твое, которое может быть очень впечатляющее. Не все это впечатляет Бога, не это движет Бога. Что заставляет Бога двигаться? Что ты думаешь заставляет Бога двигаться? Как ты думаешь, почему Бог творит чудеса? Ты хочешь иметь чудеса? Все хотят иметь чудеса. И люди говорят, если Бог живой, почему Он ничего не сделает? Нужно быть слепым и глухим, чтобы так говорить, потому что Бог столько всего делает в мире. Люди говорят, ну, не там, где я живу. Ну, ты, значит, живешь где-то на самых задворках. Ты должен выйти на широкую главную улицу, там, где Бог. Понимаешь, Бог двигается по всему миру. Есть миллионы и миллионы и миллионы и миллионы людей, рожденных свыше, крещенных Духом, сегодня на лице этой земли. И в этом мире происходят разные вещи, о которых мы не знаем. А мы застряли в своих обстоятельствах и говорим, а Бог вообще делает что-то? Он делает столько всего, что верующим трудно и уследить за Ним. Но что побуждает Бога двигаться? Мы говорим, о, так замечательно то, что Он делает в Бразилии, то, что Он делает в Корее. Но я хочу, чтобы Он двигался в моей жизни. Что побудит Его двигаться в твоей жизни? Что привлекает Его? Что заставляет чудеса приходить? И Библия очень ясно говорит, что это вера. Если ты прочитаешь Библию, понимаешь, поэтому тебе и нужно читать Библию. Некоторые люди, Бог знает, что читают, деноминационные журналы, наверное, но если ты читаешь Библию, то во всей Библии Бога
приводит в движение вера. И вера — это не дела закона. Вера — это реакция на Божью любовь. Вера — это ответ на Божье предложение. Вот что такое вера. Вера — это доверие в то, что все, что Он сказал, Он сделает. Мы живем в мире полном неверия, в мире скептицизма, в мире цинизма. Скептики и циники повсюду находятся, иногда даже за кафедрой. Очень часто они сидят на церковных скамьях, и у них самые разные идеи, негативные, постоянно. И это так опасно для тебя — подхватить, подцепить этот дух. Во 2 Коринфянам 4:13 говорится не о духе цинизма, не о духе негативизма, не о духе высокомерия, но о духе веры. Поэтому по Библии вера есть дух, или вера исходит из Божьего Духа. Вера — это не доктрина, это не символ веры. У нас есть доктрины, они нужны нам. Но вера — это что-то другое. Вера — это что-то, что исходит из сердца Бога и что вкладывается очень сильно в твое сердце. И потом ей нужно расти в твоей жизни, чтобы она была не слабой верой, не сражающейся верой, но чтобы она была сильной верой и побеждающей верой. Библия говорит, что вера в себе имеет способность побеждать все, что выходит против нее. Библия дает 2 стиха об этом. 1 Иоанна 5 говорит, и также Ефесянам 6. В Иоанна говорится, что вера побеждает мир, в Ефесянам 6 говорится, что щит веры угошает раскаленные стрелы лукавого, причем все. Это значит, что есть такая способность. И вера — это осуществление ожидаемого. Это очень важно. На самом деле, в английском переводе это духовная субстанция, небесная субстанция. Это не просто такое что-то без очертаний. Это что-то очень конкретное, но ты не можешь дотронуться физически до этой субстанции. Она есть. Ну, возьмем, например, вот эту кафедру. Она сделана из какого-то вещества, из какой-то субстанции, и я могу видеть ее. Она тяжелая, ее трудно сдвинуть с места. Но это не какая-то материя, которую я ожидаю, это не уверенность в невидимом. Я вижу эту кафедру, она из какого-то вещества, и я вижу ее. Она здесь, на самом деле. Это все не слишком глубоко. Правда, да? Все кафедру видят, она тут. Так что кафедра — это что-то реальное. Если я попробую сдвинуть ее, это будет мне трудно, она тяжелая, но она реальна, она здесь. То же самое с верой. Вера — это что-то очень реальное. Это духовная субстанция. Это способность в твоей духовной жизни, в твоем сердце видеть какие-то вещи, распознавать и познавать какие-то вещи, понимать какие-то вещи и принимать какие-то вещи из духовного мира, которые ты никак иначе не смог бы принять. Мы — дух, душа и тело, и моим телом я могу что-то принимать. Если даешь мне что-то в руку, я получаю это, принимаю. Моей душой я тоже принимаю. Если ты стоишь здесь, и ты не любишь меня, я тебе не нравлюсь, из тебя что-то исходит, ты можешь поздороваться со мной, но ты такой, отвергаешь меня. Я физически держу тебя за руку, но в душевной сфере я получаю что-то другое. О, ты здесь. Ага. И что-то в воздухе разносится. И это либо включает тебя, либо это исключает тебя. Это в сфере души. Ты можешь чувствовать это. Можешь чувствовать изоляцию, можешь чувствовать отверженность, можешь чувствовать злость. Хотя люди, может быть, и не озвучивают эту злость, это раздражение, но ты можешь чувствовать его своей душой. Ты чувствовал когда-нибудь такое, да? Но также есть вещи в сфере духа. Ты контактируешь с окружающим миром посредством своего тела. С другими людьми ты контактируешь посредством своего ума и чувств. Ты имеешь контакт также с Богом посредством своего духовного человека. И если ты рожден свыше, то есть постоянное, живое общение, реальное общение со всемогущим Богом. Каждую минуту, каждую секунду твоей жизни, спишь ты или бодрствуешь, чувствуешь ты или нет, этот контакт есть, потому что твой духовный человек
Твое сердце соединено с Божьим Духом, а Божий Дух в контакте с Божьим престолом и с Божьим сердцем. И это так важно, что постоянно есть общение с Богом в духовной жизни. И это замечательно. Если мы с тобой согрешаем, то грех нарушит взаимоотношения. Мы остаемся детьми Божьими, но что-то встает между мной и Богом. Гордость может войти, мирские вещи могут прийти. Я уже не могу ясно Его слышать, я уже не могу так хорошо общаться с Ним. Моя вера уже не действует из-за непослушания, которое есть в моей жизни. Вера есть. Она дар, который был дан мне, но она не действует, она не высвобождена, она не укрепляется. Она не может принимать от сердца Божьего то, что Бог пообещал, потому что есть грех. Поэтому нам нужно избавиться от греха. Очень просто. Аминь. Как избавиться от греха? Мы кладем его под кровь. Итак, если твоя жизнь под кровью, то у тебя есть путь во святое святых через тело Христа, через кровь Иисуса, и только через кровь ты можешь входить и приходить к трону. И если ты любишь Иисуса, если ты не знаешь за собой никакого сознательного греха, потому что Дух Святой будет говорить тебе, тебе не нужно ходить в осуждении и так думать: «О, я думаю, что у меня что-то есть такое неправильное». Конечно, у всех что-то есть, но мы не об этом говорим. Я живу с Иисусом, я хочу следовать за Иисусом. Если это так, то ты можешь смело приходить к престолу. Если ты можешь смело прийти, это и есть приходить в вере. Это и есть вера. Я знаю, что через кровь Иисуса я очищен, я знаю, что Бог дал мне свою праведность. Я дитя Божье, и я верующий, и я во Христе Иисусе, и я имею Новый Завет. Он действует в моей жизни. Что это значит? Это значит, что я могу прийти к Богу в невидимом мире. Я вообще ничего не чувствую. Я не вижу Бога. Но я доверяю Ему, я полагаюсь на Него, я верю в Его обещания. И рука веры, вера, которая есть субстанция в моем духе, которая на самом деле есть в моем духе, она так же реальна, как эта кафедра. Вера этой рукой протягивается к обетованиям Божьим. Обетования Божьи говорят что-то совсем другое, не то, что говорят твои обстоятельства. Вот почему тебе нужны обетования. Если у тебя обстоятельства постоянно хорошие, то обетования тебе не нужны, ты ходишь видением. Но у тебя не всегда хорошие обстоятельства, не так ли? Поэтому тебе нужны обетования Божьи, на них ты и будешь стоять. Ты не будешь стоять на хороших чувствах, на хорошем интеллекте, на хороших взаимоотношениях, на хороших обстоятельствах. Ты стоишь на обетованиях Бога. И твое сердце... Ты знаешь, что сказал Иисус. Не хлебом единым будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Не хлебом единым. О чем Он говорит? Ты живешь хлебом, пищей для твоего физического человека, но для твоего внутреннего человека тебе нужно Слово Божье, а не хлеб. И ты будешь есть Слово, и ты получаешь силу, радость, жизнь, общение через то, что ты ешь обетование Божье. Когда ты получаешь обетование, и оно становится неразрывной, естественной частью, составной частью твоего тела. Точно так же, как когда ты скушал хлеб, он вошел в тебя, он часть твоего тела. Так же и с обетованиями. Когда они становятся частью тебя, тогда вера в твоем сердце начинает действовать. Еще раз, если ты проглотил кусочек хлеба, он в твоем желудке, ты перевариваешь его, и в конце концов он становится частью твоего тела. Через 2 недели после того, как ты съел этот кусочек, ты уже его не найдешь. Он уже часть тебя. Аминь. Он укрепил твое тело. Когда ты кушаешь Божье обещание, оно попадает в твой дух, и твой дух начинает переваривать. И вскоре оно становится частью тебя, частью твоего духовного человека. И ты не знаешь почему, но ты просто веришь. Понимаешь? Вера, она от сердца и от души, но она не просто от души. Вера, сказал Иисус, от сердца, но она также связана с душой. Когда ты читаешь Библию, когда ты принимаешь обетования, ты принимаешь их через свою душу, ты читаешь, ты думаешь, ты размышляешь.
Но из-за того, что это слово живое, что оно полно жизни, оно попадает в твой дух. И когда оно попадает в твой дух, оно не остается в твоей душе как просто умственное согласие. Да, я верю в это. О, да, Бог, Он такой и такой. О, да, мы верим. Это просто умственное согласие. Ты просто соглашаешься с каким-то фактом, с доктриной. Все это не двигает горы. Ясно, что никакая гора не двигается. Да, я верю. Но когда слово попадает в твой дух, происходит что-то совершенно другое. Что-то оживает внутри тебя. Да, да, я верю. Вот вера сердца. Твой ум может сомневаться. Но в Марка 11 главе Иисус говорит, что если ты не усомнишься в своем сердце, но поверишь, в своем уме мы иногда сомневаемся. О, произойдет ли это на самом деле? Но Слово Божие попадает в твой дух, и тогда оно становится неотъемлемой частью твоего духа. Тогда это сердечная вера, и вера становится крепче от Слова Божьего, от проповеди Слова. И твоя вера становится все сильнее, и твоя рука простирается еще дальше, с усилием. Ты более инициативно протягиваешь свою руку, и ты говоришь, да, это Бог, Он сделает это, Он может это сделать, да, я верю за это чудо. Может быть, вы смотрели по телевидению христианскому, как кто-то исцелился, и вы говорите, о, я никогда не исцелюсь. Или слышите свидетельство о том, что кто-то чудесным образом получил 1 миллион шведских крон. И ты говоришь, о, я никогда не получу. Ты не говоришь все это сознательно, но отношение, настроение у тебя такое. У кого-нибудь бывало когда-нибудь такое настроение, такое отношение? Конечно, бывало. Некоторые из этих свидетельств такие огромные, что они не поднимают мою веру, а подавляют меня. Господи, помилуй меня. Что тебе делать? Не имитируй это свидетельство, но прими Слово Божье. Не подражай этому свидетельству, просто скажи, Бог, говори мне, что ты хочешь дать мне? Я уже раньше рассказывал о том, как когда люди стоят в линии, в ряду, чтобы молиться, я их спрашивал, а у тебя есть обетование? Господь тебе говорил? У тебя есть обещание от Бога? Нет, нет, нет. Все, что они хотят, это исцелиться. Это хорошо, что они хотят исцелиться. Бог хочет, чтобы ты был исцелен. Но ты не исцелишься только от того, что ты хочешь исцелиться. Ты не исцелишься от того, что ты стоишь в очереди на молитву. Ты не исцелишься от того, что проповедник просто возложит на тебя руки и будет верить за тебя. Ты исцелишься, если вера поднимется в твоем духе, в твоем сердце. И вера, она выходит из твоего духа. Она приходит, если ты размышляешь Слово, размышляешь над Словом, кушаешь Слово, снова и снова и снова, как ты кушаешь каждый день, 3 раза в день. Ты ешь снова и снова и снова. Никто не может прийти к тебе и сказать, ты на прошлой неделе кушал, ты почему сегодня кушаешь снова? Нет, ты снова и снова и снова, сегодня и завтра ешь. И тогда твой дух укрепляется. И тогда из твоего духа что-то выходит, что берет власть в твоей жизни. И потом, когда ты смотришь на обстоятельства своей жизни, ты уже не смотришь на них, ты смотришь сквозь них, ты видишь Сару и омертвение ее утробы, ты видишь свое собственное тело, и ты знаешь, что ты старый, но ты все равно не колеблешься в вере, но ты укрепляешься в вере, воздавая хвалу и славу Богу, полностью убежденный, полностью уверенный. Что значит уверенный? Это значит, неважно, что говорят обстоятельства. Бог сказал, вот это насажено в мой дух. Тебе не нужно говорить, я верю, я верю, я верю, я верю. Я верю, я верю, я верю. Не надо так пытаться возгреть свои эмоции. Не говори, я верю, я верю, я верю. Нет, нет, нет. Позволь вере верить. Пусть твоя вера верит. Пусть твоя вера работает. Библия говорит, что мы должны ходить верой. Так пусть вера и совершает это хождение для тебя. Когда вера приходит в твой дух и в твою душу, ты увидишь такие вещи, которых ты никогда раньше не видел. Другие люди жалуются и стонут, и хнычут, и в депрессии. А ты видишь что-то другое. Это не то, что ты такой супердуховный, но теперь просто вера начинает работать на тебя, в то время как другие люди видят невозможности. Ты видишь возможности. Не то, что ты приучил себя к тому, что надо все
время говорить: «О, все возможно, все возможно, все возможно». Нет, это выходит из твоего духа. Потому что ты не просто читал стихи из Библии, но ты общался со святым Израилевым, ты ходил с ним, разговаривал с ним. И когда он подходит к тебе, когда он приближается к тебе, его жизнь, его вера. Ты знаешь, ты заходишь в комнату, и ты видишь кого-то, кто очень позитивный, кричит, громко говорит. И рядом люди стоят с ним такие тихие, шведы типичные. И кто-то заходит такой громкий, и через 5 минут все тоже такие: «О, все говорят». Они не знают, что с ними случилось. Разве не так? То же самое с Богом. Идешь по улице, и потом Бог к тебе подходит. И через некоторое время ты становишься таким: «О, что произошло?» То, что есть на нем, перешло на тебя. И вера начала подниматься в твоем сердце. Почему? Потому что ты пообщался с кем-то, извините, богословы, с кем-то, у кого есть вера. Бог есть Бог веры. Бог верит в тебя. Бог вкладывает веру в наш дух, чтобы мы могли общаться с Ним. И когда мы общаемся с Ним, Его вера, Его любовь, Его сила, Его чудотворящая сила начинает действовать в нашей жизни. И тогда, когда мы смотрим на Него, и когда ты смотришь на Него, когда ты ходишь с Ним, когда ты говоришь с Ним, Он скажет тебе: «Чего ты хочешь? Что тебе нужно?» Помните Вартимея? «Чего ты хочешь от меня?» «Я хочу зрения», — он ответил. И он получил его, потому что он верил. И люди говорят: «О, я пытаюсь верить». И они такое ударение ставят на само верование, они пытаются сделать это верование, изобразить его, выжать его из себя, и стоят в очереди на молитву: «Я верю, я верю, я верю». Нет, расслабься, в вере есть покой. Вера знает, что она знает, что она знает. Что независимо от того, какие обстоятельства, как все выглядит, что сейчас, может быть, все плохо, я все равно знаю, что Бог сказал мне, и то, что Бог сказал, Он сделает это. Пусть Он говорит к тебе, дай Ему благословить тебя, дай Ему воодушевить тебя, дай Ему укрепить тебя. И все, что Он говорит тебе, Он сделает. Пусть Бог благословит тебя во имя Иисуса. И весь народ да скажет: аминь. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Да, Он сделает это. Да. Он сделает это. Он сделает это. Он сделает это. Вера побеждает всегда. Победа, о которой говорит Библия, которая дана нам, она в сфере веры, она в мире веры, она не в физическом мире, она в духовном мире. В этом мире есть победа все время. Вот почему тебе нужно выйти в этот мир, и тогда победа принадлежит тебе. Не просто как доктрина, а как реальность твоей жизни. И не важно, что делает дьявол. Не важно, что он делает. Потому что в конце концов, когда вера отвечает на атаки сатаны, все раскаленные стрелы будут угашены. Но если на сатану реакцией будет страх, то он свяжет тебя, он будет мучить тебя. Но если реагирует вера, вот почему вера — это также щит. Это ответ сатане. Мне нравится это. И вера — это сила, которая побеждает препятствия в этом мире. И всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Что побеждает мир? Вера наша. Аминь. Хорошо, пусть Бог благословит вас сейчас. Спасибо за каждого, кто смотрит нас сейчас. Спасибо, Отец, за Твое присутствие, за помазание Святого Духа на каждом из нас.
и на каждом, кто смотрит прямо сейчас. Я благословляю их, Отец, во имя Иисуса. Я прошу, чтобы Слово стало реальностью в их жизни, чтобы они встали на Слово, и чтобы они были людьми завета, и чтобы они понимали обетование, понимали завет, понимали нашего посредника, ценили нашего первосвященника на небесах, который прямо сейчас ходатайствует за нас. И, Отец, я прошу во имя Иисуса, чтобы Ты укрепил их сегодня и дал им прекрасный день. Аллилуйя. Во имя Иисуса пусть Бог благословит вас. Аллилуйя. Большое спасибо. Если Библия у вас с собой, пожалуйста, откройте их в 12 главе послания к римлянам. Я хочу говорить с вами о вере. По той простой причине, что Библия говорит, что праведник будет жить верой. И мы живем каждый день, поэтому о вере нужно говорить каждый день. Аминь. Некоторое время тому назад я был в Англии, была чудесная поездка в Северной Ирландии, в Шотландии, был в Соединенном Королевстве. Мне очень понравилась эта поездка. Можно было чувствовать такой голод по Слову Божьему. Я думаю, что этот голод есть по всему миру. Он есть у нас, он есть у всех. Что-то, что Бог посылает в одну страну за другой. Серое, циничное христианство идет и катится вниз. Аллилуйя! И это чудесно. Мы славим Бога за это. Вместо этого Бог поднимает армию верующих по всему миру, которые любят Иисуса, которые в восторге от Него и от Его Слова. Они не циничны, они не отступники, они не полны мышления этого мира, они полны Слова Божьего и веры. Вера — это что-то, что данное нам Богом. Римлянам 12 глава. Если Библия у вас есть, посмотрите. Если нет, запишите эту программу на видео и купите Библию. Вам нужна Библия. Пусть у вас будет несколько переводов Библии, когда вы смотрите наши программы. Это будет назидать вас во имя Иисуса. Римлянам 12, 3 стих. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю». Здесь речь идет о благодати. Нам нужно с тобой знать много о благодати. Благодать — это что-то дешевое. Она стоит дорого. Если подумаешь, то благодать, она не дармовая. Потребовалась смерть Иисуса, чтобы мы получили благодать. Аминь. С нашей стороны, конечно, она бесплатна, если мы принимаем ее, но Бог должен был заплатить огромную цену, чтобы эта благодать стала доступной для нас. Конечно, благодать — это много разных вещей. Это то, что Бог объявляет нас свободными, отпускает нас на свободу. Но также во всей Библии ты видишь, что это способность от Духа Святого жить христианской жизнью. Это также благодать. Бог активен, действует в нашей жизни через веру. Не позволяй себе слушать проповеди, которые исключают веру или исключают благодать. Эти вещи связаны друг с другом. Нам нужно иметь откровение о благодати Божьей, чтобы мы могли ходить в вере Богу, в доверии Богу и жить благодатью. Вот почему Библия говорит, что праведник будет жить верой. Итак, по данной мне благодати, 3 стих, «Всякому из вас говорю». Не думайте о себе более, нежели должно думать. Очень часто мы истолковывали это место таким образом. «О, я должен быть очень смиренным, я не должен говорить, что я кто-то, я вообще никто». Это ложь, ты кто-то. Очень просто. Иисус не умер за ничто. Аминь. Он умер за кого-то. Так что ты кто-то. Не говори, что ты ничто, потому что ты не есть ничто. Даже когда ты будешь мертвым, ты не будешь ничто, ты будешь жить вовеки. Аллилуйя! Так что мы кто-то, да, но я ничего особенного собой не представляю. Библия говорит, что ты очень особенный. Ты один в своем роде во всем мире. И если у нас не будет тебя, то мир станет пустым. Ты нужен в этом мире. То, что ты имеешь, нет больше ни у кого.
Мир обеднеет без тебя. Подумай об этом. Ты понимаешь? Отреагируй на это. Скажи сам себе, что у меня есть что-то такое, чего нет больше ни у кого. Аминь. Да, это есть у тебя. Ты уникальный, ты очень особенный. Не думайте о себе более, нежели должны думать, но думайте скромно. Скромно в английском переводе трезво. По мере веры, какую каждому Бог уделил. Что это значит? Это значит, что здесь есть несколько разных пунктов. Во-первых, мы уже раньше говорили, но я думаю, лучше повторить. Бог каждому верующему дал меру веры. Так что у верующего есть вера. Аминь. Нет ни одного верующего, у которого не было бы веры. По определению, верующий должен иметь веру. Если ты не имеешь веры, то ты не являешься верующим. Если ты верующий, то у тебя есть вера. Ты говоришь, а у меня нет веры. Но Библия говорит, что у тебя есть вера, независимо от того, чувствуешь ты ее или нет. Если Библия говорит, что у тебя есть вера, это так. Если ты рожденный свыше верующий, если Иисус твой Господь, то Он дал тебе меру. Он берет меру с небес и дает тебе. Во 2 Петра 1 главе такой образ дается, как будто Бог, как закройщик, отрезает меру веры. Как закройщик. Ты хочешь сшить что-то себе, ты покупаешь материал, и закройщик потом отмеряет, разрезает. Ты заплатил за этот материал, и ты ценишь эту материю. И точно так же Петр говорит о драгоценной вере, потому что Бог отрезал эту веру и дал тебе. Он дал тебе эту меру веры. И если Он дал ее тебе, ты имеешь ее. Ты говоришь, я не чувствую, что она есть у меня, я не знаю, если она у меня, я не понимаю, я не ощущаю. Неважно, ты все равно имеешь ее. И поэтому прямо там, где ты находишься, встань на ноги, подними руки к небу и скажи, я имею веру. Это первый урок тебе на сегодня. Встань и скажи, я имею веру. У тебя есть вера? Вера может быть слабой, вера может быть сильной, вера может быть спящей, вера может быть бездейственной, и вера может быть действенной, вера может быть растущей, вера может быть высвобождена. Вера может быть как горчичное зерно, и вера может быть сильной. Вера может быть такой сильной, что ни у кого в Израиле такой веры не было, как у того сотника. Иисус сказал о нем, что у него огромная вера. При учениках сказал. Вера бывает разных уровней. Мы сейчас говорим не об этом, мы говорим о том, что она у тебя есть. И если она у тебя есть, потому что ты верующий, ты должен научиться пользоваться ей. Ты должен понять, как она будет высвобождена в твоей жизни, как она будет расти и что она может сделать. Но самое первое, ты должен принять тот факт, что ты имеешь ее, что она у тебя есть. Это ответит тебе на многие вопросы. Вы помните этот стих, что «верующий в меня дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше их сотворит». Вы читали, что верующий возложит руки на больных, и те будут здоровы. Ты говоришь на все это, это не про меня, это не про меня. Дьявол заливал в тебя, закачивал в тебя неверие. Ты думал, что у тебя должна быть какая-то особенная вера для того, чтобы делать все эти вещи, чтобы применять эти стихи. Но это ложь от дьявола. Здесь не говорится в этих стихах о какой-то особенной вере. Здесь говорится просто о вере. Если мы с тобой верим в Иисуса, то мы будем делать те дела, которые Он делает. И нам нужно принять это. Нам нужно поставить себя в эти места Писания и сказать, Он говорит здесь обо мне. Он не говорит здесь о Кэтрин Кульман. Он не говорит здесь о Райнхарде Бонке. Конечно, он говорит и обо всех этих знаменитых проповедниках, но не только о них. Он говорит также обо мне. Иисус говорит обо мне. Я верующий, поэтому я буду делать дела, которые делал Он, и которые Он делает сегодня. Ты должен принять это верой во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, давайте откроем 11 главу послания к евреям. Это потрясающая глава. Некоторым людям, которым вера не нравится, эта глава тоже не нравится. Но она мне очень нравится. Она полна веры, как вся Библия. Вся Библия полна веры. Вера в каждом стихе Библии. Но здесь целая глава говорит только о вере. Один человек за другим работал, жил, общался в вере. И если Святой Дух
целую главу отвел, 11 главу послания к евреям, на то, чтобы говорить только о вере, то, может быть, вера — это важный предмет. Или не так? И это не маленькая глава, это длинная глава. Аминь. И здесь есть много замечательных вещей. Я думаю, что мы уже говорили об этом. Это не теоретическая глава, которая дает много теоретических объяснений. Это очень практичная глава. Она показывает нам людей, как Господь учит нас каким-то принципам. Глядя на примеры людей, которые жили с Ним, ты смотришь на Павла, ты смотришь на Иисуса, на святых, которые были героями Ветхого Завета, как они жили верой, и что-то происходит в твоей жизни, и ты начинаешь желать жить верой. И здесь в Рим 11:1 вера же есть осуществление или субстанция ожидаемого и уверенность в невидимом. Я скажу, что вера — это что-то реальное. Это субстанция чего-то. Это что-то существенное, что-то существующее реально. Это не идеология, не исповедание, не формула, не символ веры. Это что-то осязаемое, это что-то реальное. Лучше так сказать. Что-то внутри тебя есть такое. Ты знаешь, твое сердце, твой внутренний человек, у него есть уши и глаза. И твое сердце, глаза твоего сердца, они могут видеть какие-то вещи в Царстве Божьем, в Духе, на небесах. Иисус и Дух Святой покажут тебе какие-то вещи, которые ты увидишь своими глазами веры. Точно так же, как в Ветхом Завете Бог сказал Аврааму: «Встань сюда, на эту гору, поднимись». Давайте посмотрим это место. Я думаю, что нам нужно взглянуть быстренько. Это место, Бытие, 13 глава. Мне нравится это место в Библии, потому что оно связано с видением. И Новый Завет очень тесно связан с этими вещами. Вера — это уверенность в невидимом вещах, которые не видны физическими глазами, но эти вещи очень видны духовными глазами, потому что вера — это субстанция, она реальна. Это что-то, что есть, что уверяет в тебя, в том, что те вещи, о которых ты надеешься, которых ты ожидаешь, что они придут. Это свидетельство о том, что те вещи, которых ты сегодня еще не видишь, что завтра они придут. Иногда мы так говорим. В шведском языке используют такие выражения. «Я верю, что будет хорошая погода завтра». Это просто фраза, которая на самом деле означает «я надеюсь, что завтра будет хорошая погода». В этом нет никакой уверенности. Это не пророческое слово, чтобы в нем была какая-то такая большая уверенность. Но вера, на самом деле, это не какая-то общая такая надежда, что, наверное, это произойдет. Но это на самом деле настоящая глубокая уверенность, когда я знаю, что это произойдет. Я вижу это моими духовными глазами. И в Бытии 13 Бог попросил Авраама подняться на гору. И только что у Авраама была история с Лотом, который был жадным и который захотел долину Иордана. Но у Авраама было отношение веры. Вера никогда не будет хватать, прибирать к рукам. Она скажет: «Лот, хочешь брать это? Бери. Бог дал это мне, но если хочешь взять, возьми, Бог мне все равно это потом даст». Лот сказал: «Я хочу долину Иордана». А Авраам получил всего лишь горы. В горах, конечно, ничего не было для его животных, поэтому это не была какая-то такая зеленая пажить. И потом Господь сказал ему: «Поднимись выше». 14 стих, 13 глава Бытия. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него». Вера очень вырастет после того, как плоть уйдет с дороги. Это очень интересно. Когда ты отделяешь какие-то вещи. Лот был такой плотской, такой жадный. Он просто хотел. Он гнался за благословением, как очень многие люди. Я слышал доктора Самрала о том, как он проповедовал об опирающейся вере Лота. Лот опирался на Авраама, и до тех пор, пока он это делал, он был благословен. Но когда он пошел за своими плотскими желаниями, после этого немного осталось от него. Тебе не нужно иметь опирающуюся веру. Тебе нужно иметь свою собственную веру, как у Авраама. Авраам является нашим примером, а не Лот. Аминь. Но слава Богу за это.
После того, как Лот отделился от него, Бог заговорил с Авраамом и сказал: «Возведи очи твои, вот что тебе нужно сделать. Тебе нужно поднять взор». У него были плохие обстоятельства, потому что Лот украл наследство у него. «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри». С места, на котором ты теперь, посмотри. Не смотри на то место, на котором ты стоишь, смотри на то место, куда ты идешь. Аминь. О, я здесь, я бедный, я в замешательстве, я одинокий, больной и такой и сякой. Святой Дух говорит: подними свой взор, подними свои очи с места, на котором ты стоишь. От этого места отведи свой взор. И посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Аллилуйя. Очень многое можно было бы об этом сказать, что связано с Израилем, но я сейчас не буду об этом говорить. Если бы я был Авраамом, и Бог говорит мне: иди на гору. Да, иду на высокое место на горе. Вот высокое место. И еще на верхушку горы я вот это поставлю и залезу на эту возвышенность. Как можно выше залезу. Чем выше забираешься, тем больше видишь. Чем больше видишь, тем больше получишь. Я не думаю, что Авраам с таким отношением: «О, неужели мне надо подниматься на эту гору? О, до самой макушки этой горы?» Помните, как Лот? Он так отреагировал на предложение ангелов уйти из города. «О, неужели мне надо вот туда выбираться, на эту гору подниматься?» Ты же не хочешь быть таким, как Лот, выбирать самый легкий путь, путь наименьшего сопротивления. Когда Господь говорит: «Поднимайся, поднимайся, поднимайся», Авраам сказал: «Да, да, 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 да». Куда ты хочешь, чтобы я поднялся? Высоко? Да, как можно выше. Хорошо, я вот сюда высоко поднимусь. Давайте поднимемся повыше. Давайте поднимемся повыше. Я поднимусь насколько можно выше. Аминь. Чем выше я поднимусь, тем больше я увижу. Чем больше я увижу, моя жена начинает нервничать. Лестницу принесем, стул еще поставим, как можно выше заберемся. И потрясающе, как все мельчает теперь в долине, отсюда, когда смотришь. Аминь, аллилуйя. Пусть Бог вас благословит. Вам нужно подняться выше. Вам нужно подняться выше. Теперь мне надо спускаться, потому что программа скоро закончится. Как же нам спуститься? Ну, хорошо. Аллилуйя. Да, поднимись как можно выше. Поднимись как можно выше. И Господь сказал: что ты видишь? О, я вижу до самой горы Хермон, на севере, до Ливана вижу все. И вижу на юг до Акабского залива. Там я вижу горы Едома и Моава, до Иордании. И на запад я вижу Средиземное море. Все то, что ты видишь, то ты получишь. И когда ты слышишь это слово, вера входит в тебя. Мы созданы, чтобы видеть и верить. Но мы видим нашими физическими глазами. И отсюда и начинаются проблемы. Вера — это свидетельство о вещах, которые ты не видишь своими физическими глазами, но которые ты видишь своими духовными глазами. Что это значит? Это значит, что когда я вижу своим духовным человеком, требуется время, чтобы Бог показал это мне, чтобы Он записал это на скрижалях моего сердца. Когда Он пишет свои буквы огнем. Он выжигает их во мне, они начинают гореть во мне. И тогда я начинаю видеть что-то, что другие люди не видят. И я держусь за это. Вот это и есть вера. Я держусь за это, я верю в это. Не верь в противоречивые обстоятельства. Я верю в то, что Бог сказал мне. И кажется, что это никогда не произойдет. И на самом деле, когда Господь говорил мне, весь ад взрывался и атаковал меня со всех сторон, отовсюду. Но это слово сделает меня сильным. И я вижу, у меня есть способность сейчас, которой раньше не было. У нас осталось немного времени, но я дам вам еще одно место из Евреям 11 главы. Оно очень мне нравится. 32 стих, если вы откроете его. Я в другой раз буду
подробно о нем говорить. Но, понимаешь, Слово Божье дает тебе силу. Ты веришь в это? То, что ты увидишь, это будет твое новое видение. То, что ты увидишь, это приведет тебя в восторг. Ты веришь в это? И ввиду очевидного поражения ты сможешь видеть победу. Когда все остальные будут качать головой, ты сможешь оживать. Когда все остальные будут слабыми, ты сможешь стать сильным. Посмотри, стих 32, Евреям 11 глава. Что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Аллилуйя. Я не знаю, кто были эти чужаки, наверное, люди из других народов. Но сейчас мы имеем в виду бесов. Вера — это уверенность в невидимых вещах. Я хожу, как все остальные люди говорят, но Господь говорит со мной. Вера приходит от Слова Божьего, которое дает мне силу. Мера веры расширяется во мне. И я вижу что-то, чего я раньше не видел. Что я вижу? Здесь поражение, а я вижу победу. Я был слабый, но сила начинает приходить. И когда сила приходит, я становлюсь активным. И когда я становлюсь активным, я становлюсь воином. Я имею меч духа, я имею все оружие Божье. И то, по поводу чего дьявол очень нервничает, я начинаю нападать. Я начинаю нападать на болезни, на депрессию, на все, что связано с дьяволом. И из того, что я был раньше слабый, я превращаюсь в сильного, и я обращаю в бегство армии чужих, полки чужих, дьявольские армии, его толпы бесов, его атаки, какие бы они ни были. Может быть, дьявол ударит по мне, и мой разум на минутку смутится, но потом Святой Дух вернет меня и скажет мне: дай сдачи, противостой ему, и он убежит от тебя. Аллилуйя! Можешь ли ты представить себе армию из тысячи, сотен верующих? Просто представь себе миллионы верующих в Англии, миллионы верующих в Германии, во Франции, в Европе, повсюду, миллионы верующих в России, миллионы верующих в Индии, миллионы верующих в Южной Америке, миллионы верующих в Китае. И под верующими мы имеем в виду то, о чем прочитали в 11 главе к Евреям, когда мы были слабыми, но стали сильными и начинаем прогонять полки чужих, армии чужих. Представь себе, что произойдет на этой земле, если верующие встанут и скажут, и начнут нападать на дьявола, как никогда раньше. И скажут: я отстаиваю свою землю, я верю в обетование, я знаю оружие, которое Господь дал мне, я должен идти в победоносную битву за моего Господа. Аллилуйя! Весь мир увидит и услышит Евангелие. Миллионы спасутся. Вот почему дьяволу не нравится вера. Вот почему он хочет держать нас в рабстве и плену. Вот почему он хочет держать нас внизу, в подавленности и в депрессии. Вот почему он хочет, чтобы мы воевали друг с другом. Вот почему он искушает нас миром. Потому что он знает, что если верующий уверует, то его дни сочтены будут. Не дьявола. А они на самом деле сочтены. Сочтены во имя Иисуса. Дьявол поражен. Аллилуйя! И пусть Бог благословит вас. Верь в это. Встань сейчас. Встань во имя Иисуса. Внутри. Внутри. Встань. Встань внутри. Я говорю тебе сейчас. Встань внутри. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Встань. И что-то произойдет с тобой. Ты говоришь: я не чувствую, что я хочу встать. Все равно встань. Верой встань. Есть проблемы, от которых ты убегаешь, от которых ты хнычешь, от которых ты жалуешься. Ты обвиняешь Бога в них. Прекрати. Встань. И сила придет к тебе. И ты станешь другим человеком. И вера будет происходить из тебя. И победа придет.
И уж точно ты получишь еще один день, новый день в победе. Пусть Бог благословит тебя во имя Иисуса. И весь народ да скажет: Аллилуйя! Поаплодируйте Господу. Пусть Бог благословит тебя, благословит тебя. Пусть Бог благословит тебя. Не убегай. Отстаивай свою землю. Не убегай, отстаивай свою землю, отстаивай свою землю, нападай. Самая лучшая защита — это нападение. Пусть Бог благословит тебя во имя Иисуса. Аминь. Большое спасибо. Отец, я благодарю Тебя сейчас. Я иду против всякой формы жалости к себе. Спасибо, Отец, за способность поднять глаза. Прямо сейчас ты можешь это сделать, где бы ты ни был. Поднять свои глаза, поднять свой взор. Иисус имеет идеальное решение для тебя, но ты должен измениться. Мы должны меняться. Иногда мы такие упрямые в своей собственной воле, в своем своеволии. Это решение есть для тебя во имя Иисуса. Поэтому прямо сейчас просто подними свои глаза к Иисусу. Прямо сейчас. Аминь. Прямо сейчас. Пусть вера поднимется в твоей душе. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Мы вырываем тебя из этих обстоятельств во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И весь народ да скажет: Аминь. Пусть Бог благословит вас. Пожалуйста, садитесь во имя Иисуса. Откройте ваши Библии во 2 Коринфянам 4 главе. Прочитаю стих, который я, кажется, уже читал некоторое время тому назад. 2 Коринфянам 4 глава, стих 13. Но имея тот же дух веры, как написано: «Я веровал, и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Можно о многих вещах говорить здесь, из 13 стиха. Стих 13. Но здесь сказано что-то очень важное, о чем я хочу говорить. Пока я чувствую, что нам нужно идти в этом направлении, я хочу поговорить об этих нескольких словах, о духе веры. Это то, что есть у тебя. Я думаю, что одна из несправедливостей, которые были, то, что веру представляли как доктрину. Может быть, вы были уже давно в церкви. Невозможно, чтобы ты был христианином, чтобы был в церкви, без того, чтобы там не упоминали веру. Обязательно вера упоминается. Все говорят о вере. Я не знаю, католик ты или англиканец. Не знаю, какое у тебя прошлое, веришь ты в Библию или нет, но о вере говорят все. Но в это слово вкладывают столько разных понятий, что смысл теряется. Например, наша христианская вера, или доктрины веры, или другие разные выражения, в которых есть слово «вера», и это приводит к смущению. Да, есть доктрины, да, есть разные символы веры, но вера на самом деле больше, чем все это. Вера — это Дух. Или вера, она связана с Духом Святым. Поэтому Павел говорит о Духе веры. Дух — это, конечно, Святой Дух, так что эта вера приходит от Святого Духа или от присутствия Божьего. Поэтому давайте скажем так. Если взять слово «дух», конечно, имеется в виду Святой Дух, но если говорить о Духе вообще, что такое Дух? Дух — это личность, это духовная личность, у нас есть Святой Дух. Конечно, есть злые духи. Они реальные, они есть. Это не просто какое-то влияние, это личность. Личность несет с собой какое-то присутствие. Если ты входишь в комнату, то твое присутствие оказывается в этой комнате. Если ты такая сильная личность, то когда ты входишь в комнату, где, может быть, находятся такие робкие, тихие, застенчивые люди, ты берешь власть в свои руки, ты
начинаешь контролировать ситуацию. Это может быть хорошо, это может быть плохо, но это другой вопрос. Твоя личность, она несет определенное присутствие вместе с собой. Мы говорим о духе веры, и ты думаешь о слове «дух» не как о чем-то, что просто витает в воздухе, но как о личности. Так что Святой Дух, который живет в тебе, Он будет проистекать из тебя со своим присутствием. И я просто сейчас развиваю эту мысль. Это не какая-то доктрина, я просто думаю вслух. И вместо того, чтобы говорить «дух веры», мы можем говорить, что у нас есть присутствие веры. Это, конечно же, Дух, или лучше сказать, Святой Дух. Но давайте просто подумаем об этом. Там, где ты находишься, кто ты есть, и то, что ты делаешь, и все, что ты делаешь, это несет с собой присутствие. Ты знаешь, встречаешь некоторых людей, им даже рот не нужно раскрывать, но вокруг них подавленность. Ты посмотришь на их лицо, посмотришь им в глаза, они грустные, печальные, они подавленные, они не знают, что делать. Кругом них подавленность. Другого человека встречаешь, и он даже рот не раскрывает, но как только он делает это, дух критики сразу, дух негативизма выходит. Все преподносится негативно, даже что-то хорошее. Происходит что-то хорошее, и он говорит, все хорошее кончится. Кто придумал эту фразу? Все хорошее кончается. Все хорошее кончается. Не говори так. Все хорошее будет продолжаться. Все плохое кончится. Бог будет править, в конце концов, а не сатана. Может быть, это связано с твоим прошлым. Такие вещи. Я помню, что до того, как я спасся, я был постоянно негативным. Я был крещен в негативизм, потому что это было мое прошлое до спасения. Ничего хорошего вокруг не было. И по мере того, как я рос как верующий, рос в вере, я слышал, как эти вещи говорили внутри меня. Что лягушки как будто выпрыгивают у тебя изо рта. Упс. И думаешь потом, зачем я это сказал? Не надо было этого говорить. Поэтому тебе нужно обновление ума. Но я говорю сейчас не просто об обновлении ума или о том, чтобы каждое слово пленять. И это надо делать. На самом деле, согласно 2 Коринфянам 10 главы, пленять каждую мысль в послушании Христу. Но это что-то большее. Это не просто твой ум, не просто твои слова. Это присутствие чего-то в твоей жизни. Бог хочет, чтобы ты здесь? Бог хочет, чтобы ты имел присутствие. Я знаю, что ты будешь говорить неправильные слова. Кто-нибудь когда-нибудь думал не так, как-то какими-нибудь негативными мыслями? Аминь. Аллилуйя. Аминь. Это может произойти. Но должно быть что-то, что противостоит этому в твоей жизни. Это дух веры. Что такое дух веры? Это присутствие веры в твоей жизни. И присутствие веры в твоей жизни таким образом, что оно уравновешивает и не дает места никакому другому духу. Я имею в виду, что всюду, где человек находится, есть присутствие. На некоторых людях есть такой высокомерный дух. Они даже не говорят ничего, но у них просто на лице написано «высокомерие». У другого человека может быть кроткий дух, или ты можешь чувствовать дух любви, сострадания. Им не нужно говорить, это просто есть на них. Какое присутствие ты несешь? Какое присутствие ты несешь? Идешь в библейскую школу, сидишь в церкви или занимаешься какой-то миссионерской программой. Это замечательно, это помогает тебе, но... И это должно быть. Но тем не менее, ты не можешь жить церковью, библейской школой, миссионерской программой. Ты живешь в этом, конечно, ты работаешь над всем этим, но праведник будет жить верой.
Поэтому Бог хочет окунуть тебя, чтобы ты пропитался, как ни говори, в этот элемент, в эту среду, которая есть часть Его природы, которая называется вера. Ты уже слышал это много раз, но я все равно хочу сказать это. Бог есть Бог веры. Что это значит? Ты говоришь, что Бог дает веру? Да, конечно, Он дает веру, Он вкладывает веру в тебя, и Он есть объект веры, но Он есть Бог веры. Это означает, что Его сущность — это любовь, и это вера также. Если ты не веришь, что у Бога есть вера, то посмотри на своего соседа. Я серьезен. Если не хочешь смотреть на соседа, на себя посмотри. Это чудо, что ты до сих пор тут, я тебе скажу. Мы верим в Бога, но Бог верит в тебя. Если бы Бог в тебя не верил, тебя бы здесь вообще не было. Так что Бог есть Бог чудес, Бог есть Бог веры, и Бог есть Бог, который верит. Это очень важно. Так что, когда ты ходишь с Богом, ты будешь верить в те вещи, в которые ты раньше не верил. Если ты не ходишь с Богом, а лишь умственно соглашаешься с Ним, то у тебя будут все доктрины, все догмы, ты выучишь все символы веры, но твоя вера не будет чем-то живым. И когда придут атаки, мы знаем, что Ефесянам 6 глава говорит о щите веры, угрожающем все раскаленные стрелы лукавого. Когда эти стрелы посыплются, когда придут вызовы, когда жизнь превратится в заваруху сплошную, то никакой веры не будет. Все, что останется, это останутся символы веры, догмы, умственные истины, которые ты заложил в свой ум. И хотя все это нужно, это не поможет тебе. Они не сдвинут горы, ты не прорвешься никогда. Поэтому то, что тебе нужно иметь в твоей жизни, это дух веры. Чтобы вера исходила из тебя. Может быть, тебя что-то ударит вот так, или, может быть, тебя сдавят обстоятельства, или они, может быть, будут пихать тебя, или, может быть, секунду-другую ты будешь обманут, или день-другой, и, может быть, даже не осознаешь этого, но потом Святой Дух начнет работать, ты так встряхнешься, может быть, какие-то новости плохие до тебя дойдут. У кого из вас когда-нибудь были какие-нибудь плохие новости? Но что-то происходит, что вам не нравится. Катастрофа где-то случилась какая-то. Например, вы все деньги положили в один банк, а банк сгорел. Приехали домой, а дом сгорел. Идете на работу, а работы больше нет. Что-то очень серьезное атакует вас. Куда оно бьет? Сюда и сюда. Заметили? Ты можешь почти что чувствовать, как кто-то дал тебе в поддых, и твой ум начинает... С тобой когда-нибудь такое бывало? О, все время происходит, ты говоришь. С тобой когда-нибудь бывало такое? Да. Что ты делаешь? Твой ум начинает в диком темпе искать ответ. Что делать? Что делать? Что делать? И твой ум слышит все эти негативные слухи, вести, и ты начинаешь тонуть, если ты принимаешь весь этот негативизм. Правда? И ты продолжаешь тонуть. Очень многие люди, уж если не большинство, это негативное утверждение будет, но большинство, многие люди, не большинство, но многие люди живут именно так. Они говорят, я надеюсь, что Иисус что-то сделает, но жизнь все время как американские горки. Так не обязана жизнь идти. Я хотел бы заползти прямо в эту камеру к вам, чтобы вы поняли, что если вам что-то нужно знать о христианском хождении, можете год или 2 или 50 лет учиться в библейской школе, но все сводится к одной вещи, которую вам нужно знать лучше, чем все остальное. Вам нужно знать, как жить верой. Потому что если я могу жить верой, а вера действует любовью, то все остальное разрешится. Все остальное, дары Духа, прорывы, пробуждение, о чем угодно говори, все это придет, если ты будешь жить верой. И если все просто свести к самому важному,
Если бы меня кто-то спросил, что бы ты хотел, чтобы студенты выносили из этой школы, если ты не смог бы учить, например, всем предметам, но у тебя была бы всего 1 минута, чтобы учить, чему бы ты бы учил? Вере, сказал бы я. Если этому научить, все остальное решится. Да, но нужны еще дары Духа. Слушай, если ты ходишь верой, ты узнаешь о дарах Духа. А мне еще нужно узнать о деньгах, об исцелении, а мне еще нужно узнать, как церковь устроена, о единстве. Обо всем об этом ты узнаешь, если будешь жить верой. И все эти другие вещи будут бессмысленны, если ты не будешь жить верой. Все остальные вещи можно использовать, основываясь на страхе. Страх — это противоположность веры. Чтобы защитить себя, их можно использовать на основе человеческих амбиций, гордости, борьбы за власть. Есть столько церквей, у них и доктрины есть, и Библия есть, и молитвенные собрания есть. Но, по сути, там ближе идет борьба за власть. Борьба за власть — это нужда получить позицию из-за того, что я не живу верой. Если я живу верой, мне не нужна никакая позиция власти. Бог даст мне мою позицию. О, это точно. Выбросите меня. Если вы сделаете это, то Бог использует потом вашу ногу для того, чтобы впихнуть меня в волю Божью, если я живу верой. Если я живу страхом, то мне нужно все время контролировать все время нервничать по поводу того, кто что обо мне думает, постоянно. Твой ум крутится. Я не знаю, сколько там есть этих даров Духа. Неважно. Пусть их будет столько, сколько у слона пальцев на ногах. Все это не важно, если ты не живешь верой. 1 Коринфянам 13 говорит, что если у тебя есть вера, но любви нет, то все это не работает. Мы не говорим о вере как о противоположности любви. Вера действует любовью. Но все сводится именно к вере, к стороне грани веры. Бог хочет, чтобы в твоей жизни было присутствие веры. Вера побеждает. Аминь. Если ты не побеждаешь, не пытайся побеждать. Возьми веру в свою жизнь, потому что вера будет побеждать за тебя. Если у тебя есть машина, и ты не можешь переехать на ту сторону горы, ты чувствуешь, что что-то не так, открываешь капот, и там мотора нет. Понятно, что я не могу переехать через гору. Не пытайся машину затолкать в гору. Мотор купи, и мотор тебя туда завезет туда. Не пытайся себя затолкнуть на верхушку горы. И вера тебя туда приведет, если ты возьмешь ее. Почему некоторые люди постоянно нервничают? Я не понимаю. Им не о чем нервничать. Они не по уши в долгах, у них нет таких больших вызовов, у них вообще ничего нет такого, чтобы нервничать, но они все время нервничают. Всего одна причина. Недостаток веры. Недостаток веры. Недостаток веры. Аминь. Я не говорю это так жестко. У тебя веры нет, а у меня вера есть. Я не измеряю вашу веру, а вы не можете измерить мою веру. Но есть мера веры. Как ты хочешь провести свою жизнь? Чтобы было проще всего, скромнее всего. Не хочу никаких вызовов. Хочу просто так тихонечко жить и иметь отпуск. Жизнь ужасная у тебя будет, я тебе скажу. Большинство людей живут именно с таким настроением. Пусть все будет как можно легче. Устроим обстоятельства так, чтобы мне не пришлось слишком тяжело. Это плотской способ, как избежать жизни верой. Давай устроим, чтобы было все посложнее. Ты чудо можешь сотворить? Нет, ты можешь. Ты не можешь сотворить чудес. Кто творит чудеса? Бог, правильно. Бог большой? А насколько Он большой? У нас сейчас как урок в воскресной школе. Очень-очень большой Бог. Бог у нас какой? Всемогущий, да? Поэтому Ему на самом деле не важно, какие Он чудеса делает. Он может сделать чудо на 10 рублей или на 10 миллионов рублей. Он может исцелить от гриппа, Он может исцелить от рака. Он может передвинуть человека, Он может передвинуть континент. Ему без разницы. Аминь. Он не сделает этого только из-за того, что мы хотим, чтобы Он это сделал. Почему? Потому что Он недвижим обстоятельствами. Мы с тобой очень часто движимы обстоятельствами. Аминь.
Обычно в этих ситуациях мы и начинаем молиться Богу, когда обстоятельства плохие. И Он приходит, и это называется милость, и помогает тебе. И все устраивается, ты забываешь о Нем на какое-то время, потом ты снова в беде, и снова кричишь к Нему, и Он помогает тебе, и потом опять забываешь Его на какое-то время, и снова кричишь к Нему, и так это происходит. В конце концов, Он говорит: а почему бы нам не изменить все это? А может быть, ты начнешь жить верой, чтобы вера была образом жизни, вместо того, чтобы кричать ко мне только в тот момент, когда ты нуждаешься во мне. Ты можешь ходить со мной, ты можешь говорить со мной постоянно. Тебе не нужно приходить ко мне так, как ты приходишь в страховую компанию. Я живой Бог. Аминь. Ты можешь жить жизнью, как Библия говорит, праведный живет верой. Это не означает, что ты постоянно что-то просишь, но ты постоянно ожидаешь Его присутствия, Его силы, Его мудрости в твоей жизни. Каждый день. Аминь. Мы говорим каждый день, но, конечно, мы время от времени выходим из этого образа жизни, но жизнь такова. Но Бог не хочет, чтобы ты постоянно колебался туда-сюда. Бог хочет, чтобы ты шел из славы в славу. Аминь. Один человек не так давно, отступник, начал говорить о нашей вере. У него были самые разные проблемы. Разводился, женился, снова разводился, наркотики, алкоголь. И он говорил о нашей вере. И я подумал, пусть Бог благословит тебя. Сочувствие пришло. Я подумал, твоя вера не так уж много для тебя сделала. Понимаешь, вера — это не так, что «О, я верю, что Бог где-то есть». И, может быть, Он и вправду послал Иисуса, Сына Божьего, может, Иисус и вправду Сын Божий. Нет, вера — это самая сильная вещь на земле. Она может решить любую проблему, которая у тебя есть. Я не говорю о том, что говорит мир, потому что у мира есть определенная вера, не божественная вера, а, надежда это можно назвать, или оптимизм. Вера может двигать горами. Я слышал, как совершенно мирские люди говорили это. Это правда. Даже если мирской человек это говорит, это все равно правда. И, конечно, если ты веришь во что-то, я верю, что эта машина самая лучшая машина в мире. Я продам эту машину, я сделаю на ней деньги. Конечно, есть в этом какая-то степень успеха. Люди в мире верят в то, что они делают, и они достигают чего-то. И это неплохо. Ты слышишь меня? Это неплохо, но это не то, о чем говорит Библия. Здесь нет ничего плохого верить в то, что ты делаешь, до тех пор, пока это не является чем-то неэтичным или аморальным и так далее. Если ты веришь в то, что у тебя будет хорошая работа, в то, что у тебя будет лучшая зарплата, повышение, продвижение по службе, это все очень хорошо, но Библия говорит не об этом. Библия говорит о вере, не о том, что ты стараешься изо всех сил продвинуть свою жизнь вперед, свои интересы. Нет. Библия говорит о чем-то другом. Мы не презираем все это, но мы говорим о чем-то более сильном. Мы говорим о духе веры. Это божественная вещь, которая приходит в твою жизнь и остается в твоей жизни, если ты любишь Господа и каждый день общаешься с Ним. И это приходит на тебя, это входит в тебя. Так что, когда ты попадаешь в критические ситуации, в которых все остальные разваливаются по частям, ты не разваливаешься, но ты поднимаешься в силу, и ты даже не подозревал, что эта сила есть у тебя. Может быть, ты слышал, как кто-то сказал, жизнь не для хлюпиков. В принципе, мы все хлюпики, пока Иисус не придет в нашу жизнь. Мы не говорим о том, чтобы поклоняться природной силе, мы поклоняемся Иисусу, а Он дает нам сверхъестественную силу. Не естественную, а сверхъестественную. Увидимся с вами в следующей программе, но то, что я вам хочу сказать, я скажу вам в следующей программе. Мы заканчиваем программу еще одного Дня Победы вам, о том, как Бог даст вам через веру победу.
В прошлой программе я говорил о вере. Потому что если есть что-то, что я хотел бы, я не могу это сделать, но Святой Дух может. Что я хотел бы передать вам, это то, что Бог хочет, чтобы вы жили верой. 2 Коринфянам 4:13 говорит о духе веры, о том, что у нас есть дух веры. В прошлой программе я говорил о том, что когда человек, например, заходит в какую-то комнату, он несет с собой присутствие, и Бог хочет, чтобы ты развивал в твоей жизни присутствие Святого Духа. Некоторые христиане истолковывают это очень религиозно, что заходишь в комнату вот такой вот. Что-то среднее между Кэтрин Кульман и Бенни Хинном. Но Святой Дух, Он не святое привидение какое-то. Он очень естественный, но проявляется в сверхъестественных вещах. Можешь себе представить, чтобы Даниил утром вплывал вот так в зал Навуходоносора? Нет, он вел себя как государственный деятель. Авраам не танцевал по пустыне. Что я пытаюсь объяснить? Самсон уж точно не танцевал. Он, конечно, время проводил хорошо. Для этого не обязательно танцевать. Просто убей пару филистимлян, и будет очень хорошо. Что я пытаюсь объяснить? Посмотри, люди все такие разные по натуре, по характеру. Один человек может быть медлительный, и у него лишний вес. Другой человек так художник. Третий бухгалтер. Люди самые разные. И обычно люди с определенным складом души не понимают людей с другим складом души. Он не понимает, почему тот человек реагирует не так, как я. Вера выше всего этого. Она за пределами этого. Возьми самого скучного бухгалтера, которого только можешь себе вообразить. Вот такого. Наполни его духом веры. Это не значит, что он станет вот так ходить все время. Серьезно говорю. Серьезно. Он, может быть, останется внешне таким же, каким был. Ты думаешь, что он скучный, но ты не скучный, если ты наполнен Богом. Бог не создал тебя сухим и пыльным. Когда дух веры сходит на человека, ты в каком-то смысле выходишь за рамки своей индивидуальности. И ты знаешь, что это не он, не его интеллект. Конечно, Бог любит интеллект. Он вложил его, и Он хочет, чтобы ты им пользовался, по крайней мере, иногда. Так что дело не во всех этих вещах. Но есть что-то выше всех этих вещей. Что-то большее, когда ты доходишь до границ своей личности, когда горы очень высокие, и ты знаешь, что-то внутри тебя поднимается и говорит, Бог позаботится об этом. Бог здесь сотворит настоящее, полновесное чудо. Об этом я и говорю. Что Бог хочет, чтобы это было у тебя в твоей жизни. Откроем Евреям 11 главу. Это рассказ о некоторых библейских героях веры. Это прекрасная глава. Если хочешь знать, какую главу или каких две главы нужно перечитывать снова и снова, это 1 Коринфянам 13 о вере и Евреям 11 о вере. Если тебя возьмут в тюрьму и отнимут Библию, то вырви оттуда две страницы, 1 Коринфянам 13 и Евреям 11. Лучше запомнить наизусть, потому что тогда твою Библию у тебя не отнимут. Аминь. Ты говоришь, у нас таких проблем нет. Библию у нас не отнимут. Ты не знаешь, что будет в будущем. Заложи внутрь себя как можно больше. Итак, Евреям 11 глава, стих 6, это великий стих, где говорится, что без веры Богу
угодить невозможно. Ты хочешь угождать Богу? Смотри, что написано. Без веры угодить Богу невозможно. 11 глава Евреям, 6 стих. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и что ищущим Его воздает». В английском «вознаграждает усердно ищущих Его». И дальше рассказывается обо всех героях веры, об обычных людях, совершенно обычных людях. Помни это. Не святых, так как мы бы нарисовали этих святых. Они ошибки совершали. Авраам такие каши заваривал. Он врал, он делал самые разные дела. О Давиде уж и вообще не будем говорить о некоторых из его дел. И, пожалуйста, не используй сейчас Давида как пример, чтобы оправдывать грехи. «О, Давид это делал, и я тоже могу делать это. Аллилуйя». Тут никаких «аллилуйя» нет. В беду попадешь и не вылезешь из этой беды. Но все они были совсем не какие-то непогрешимые. Они совершали ошибки. Ты тоже будешь их совершать. И уже совершал некоторые ошибки. Аминь. И все-таки они прошли свой путь до конца. Если оглянуться на их жизнь, они оставили в истории след навсегда. Не так, что вошли нулем в историю и вышли нулями. Мы до сих пор знаем о них. Когда на небо придем, еще больше о них узнаем, о том, что они сделали. Это удивительно. И, конечно, таких людей миллионы, которые родились свыше, имеют такой же дух. Когда ты смотришь в их жизнь, все вокруг них изменялось. Они, конечно, сами менялись от славы в славу. Ты хочешь, чтобы вокруг тебя все изменялось? Аминь. И есть только одно, что может это сделать. Библия говорит, что это вера. 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Итак, что сделал Ной? Он получил слово от Бога. «Построй ковчег». Это, в принципе, то, что Бог ему сказал. Бог не так уж много сверх этого сказал ему. На основании этого слова он работал для Бога около 100 лет. Скажем так, мы знаем, что Библия говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Итак, вера зажглась в твоем сердце. Ты спросишь, как мне получить дух веры? Он приходит от присутствия Господня, так что тебе нужно быть в присутствии Божьем. Очень часто мы входим в присутствие Божье, не замечая, как мы попадаем в осуждение. Что-то есть в нас, что откликается на присутствие Божье и вызовет в тебе осуждение. Тебе нужно, конечно, разобраться с какими-то грехами в твоей жизни. И когда ты входишь в присутствие Божье, ты станешь сознавать те грехи, которых ты раньше даже не чувствовал до того, как ты вошел в Его присутствие. Ты когда-нибудь замечал это? Если нет, то я помолюсь за тебя, и ты очень быстро поймешь, о чем идет речь. И это не осуждение такая вещь, а обличение это. Ты придешь к Иисусу и вспомнишь: «О, Иисус, я вот это неправильно сказал, и вот тут я был неряшлив». Такие вещи как можно быстрее выбрось из своей жизни. Знаменитый проповедник один сказал: тебе не нужно жить в грехе дольше 5 секунд, потому что на то, чтобы сказать «Иисус, прости», нужно секунд 5, не больше. Это начало. И именно здесь большинство христиан застревают. И тогда придет дьявол, религиозные духи и осуждение, чтобы утянуть тебя из присутствия Божьего, обвиняя тебя в таких вещах, которых ты даже и никогда и не совершал. И ты не будешь чувствовать себя хорошо, спокойно, уверенно в присутствии Божьем. Я не буду сейчас подробно говорить об этом. Вот почему тебе нужно утвердиться в откровении о праведности. Праведность даст мне свободный доступ благодаря крови Иисуса в тронный зал Бога. Аминь. Так что, когда я буду входить, все равно, что мои дети, я уже об этом говорил, дети приходят на кухню и не говорят: «О, Отец, Святой Отец, склоняемся перед Тобой. Можно крошечку хлеба нам?» Ни один из моих сыновей никогда так не говорил. Иногда я бы хотел, чтобы они так говорили со мной.
Но они так не разговаривают со мной. Они даже не спрашивают меня. А я ведь глава дома. Они маму спрашивают. А меня не спрашивают вообще. Идут сразу к холодильнику и сразу берут то, что там лежит. И сегодня утром у нас не было сыра. Не потому, что денег на сыр нет. Нет, есть деньги. Но позавчера они весь сыр съели. Спрашиваешь, где сыр? Они так облизывают губы. Кончился. Нет никакого осуждения тем, которые живут в моем доме. Аминь. Сыр ведь все равно там лежал для них. Я не знаю, сколько раз я говорил жене, когда все это покупаешь, прячь все это. Мы идем в магазин, я говорю, о, вот это хочу, вот это хочу, вот это хочу. Покупаем все, кладем в холодильник. Вечером я сажусь, чтобы поесть не так уж много, просто немного перекусить. Чашечку чая выпить. И потом, боже мой, да куда все это подевалось? Все сумки пустые. А на втором этаже дома моего 3 довольных клиента. Все съели. Никакого осуждения. Никакого. И это происходило снова и снова. И я спрашивал, что вы с этой сумкой сделали? Мы съели. А вам нельзя было это есть? А мы не знали. Почему не положили в холодильник? Они меня переспрашивают. А то лежало в сумке, что лежало? Еда лежала. Вот мы ее и съели. Аминь. Так оно и должно быть. Мы не приходим с тобой в присутствие Божие такие, о, Боже, извини, извини, прости, прости. Конечно, если ты о чем-то сожалеешь, то нужно разобраться с этим. Это должно быть очищено кровью Иисуса. Но после этого ты добираешься до того, что в холодильнике лежит. Аминь. И без веры Богу угодить невозможно. Послушай. И если говорить очень просто, Богу нравится, когда ты идешь к холодильнику. Ты создан, чтобы подходить к холодильнику. У тебя же голод есть. Твое место в его доме. У тебя есть право открывать холодильник. И он считает, что что-то это странное, что ты не открываешь его холодильник. У меня 4. 3 живут со мной, детей. Они как слоны, эти 3 едят, потому что они подростки. Я стою в вере за еду. Съедают все, что увидят. Могут сюда позвонить и сказать, папа, холодильник пуст, что делать? Я говорю им, брат, имей веру. Они очень смелые в этой сфере. Они развили веру в этой сфере за годы своей жизни. Если я дома, и жена что-то сготовила, я наблюдаю за готовкой. Это означает, что я вхожу, смотрю, что на кухне происходит, потом выхожу оттуда. Короче говоря, стол накрыт, садимся кушать, и один из моих детей не ест. Ты что, не хочешь есть? Ну, не то чтобы я голодный, просто так, немножко хочу, но вообще я недостоин, чтобы есть. Мне бы это не понравилось. Я бы ему сказал, ешь, что мама сготовила. А мне этот кусочек не понравился. Ну и что, все равно ешь. Сготовили? Ешь. В любом случае, когда человек какой-нибудь не берет то, что на столе, тебя это огорчает. Может быть, вы бывали на таком ужине. Всегда есть такой человек, который говорит, ой, извините, я пощусь. Или я на диете, они говорят. Не говорят, что постятся, говорят, что они на диете. И берут 2 кусочка и полстаканчика воды. И мы говорим либо о духе веры, либо о духе осуждения. И тут, в таком случае, дух осуждения сходит на все это место. Все хотят есть, но никто не рискует есть.
я тоже на диете. Нет, они не на диете ни на какой, они просто чувствуют осуждение. И отсюда происходит такое неправильное присутствие, атмосфера неправильная. Если ты сготовил еду, ты хочешь, чтобы люди поели ее. Это есть в тебе такое желание? Без веры Богу угодить невозможно. И в моей жизни есть такое, что Богу не нравится. Ты следишь за мной, Ему это не угодно. Неверие, когда ты не протягиваешь руку, когда ты не ожидаешь, когда ты не берешь. Богу это не нравится. И христианская религия отнимает радость, которая лишает тебя уверенности, которая лишает тебя смелости, которая лишает тебя инициативы, приключения, всего лишает тебя. И у тебя кучка людей, которые сидят, смотрят молча, в осуждении, потому что если ты не начнешь двигаться в вере, я говорил, что можно, конечно, выглядеть как бухгалтер, не обязательно выглядеть как поп-звезда, но внутри у тебя должен быть дух веры, который будет запускать тебя в потрясающую жизнь. Если этого нет, то ты в расстройстве. Это расстройство, это разочарование. Богу не угодно. Богу не угодно. Не угодны такие вещи, как страх. Богу это все не угодно. Если Богу это не угодно, если Бог хочет дать тебе 100 вещей, и ты хочешь взять только одну, Богу это не нравится. Если ты посмотришь на это с Его точки зрения, Бог хочет, чтобы ты достиг народа, а ты не хочешь вообще никого достигать. Богу не угодно это. Бог хочет дать тебе твое благословение. Он хочет совершить чудеса в твоей жизни, убрать из нее препятствия, а ты не думаешь, что Он желает или может. Богу не угодно это. Послушай, это оскорбление для Божьего характера, когда мы говорим: я не верю, что Бог может это сделать. Я не знаю. Послушай, это очень важно. Противоположностью веры, мы говорим, является страх. Я бы сказал, противоположностью веры является эгоизм. И страх и эгоизм — это одно и то же. Чего ты боишься? Я боюсь за свою репутацию. О чем ты боишься? Я боюсь за будущее. А почему ты боишься за будущее? А может быть, оно будет не таким, как мне оно представляется. Весь страх сводится всегда к «я», а вера всегда сводится к Богу. Итак, страх, который производит осуждение, разочарование, смущение, поражение, все что угодно. Все эти страхи начинаются с эгоцентризма. Неудивительно, что Богу все это не угодно. Вера начинается с Бога. Я верю в то, что ты можешь сделать все что угодно. Ты такой великий. Вот смотри, маленький ребенок, и у него старший брат. Или он любит своего папу. У меня дети были когда-то маленькие, теперь они уже большие. Что-то произошло, когда они подросли. Они поняли, что я не все умею делать. И теперь им нужно помогать папе, который иногда не может разобраться в компьютере. И я зову: «Эй, Бенджамин, иди, помоги». «О, я тебе уже 300 раз помогал. Смотри, что, не помнишь, как это делается?» Вот так, раз, и все сделал. Я говорю: «А ты помедленнее не можешь и еще объяснить мне?» «Да смотри, все так просто». Он не всегда был такой. Когда-то он был совсем другой. Он думал, что я могу все, что угодно сделать. Приходил такой: «Папа, сделай вот это, и вот это сделай». Конечно, мне приходилось все это делать. Я должен был показывать, что умею все. Иисус говорит о вере ребенка, да? Что это такое? Маленький ребенок приходит как к старшему брату или как к отцу. Сделай. Верит, что Бог может сделать все. И знаешь, что Бог делает, когда Он слышит этого ребенка? Ты прав, я могу сделать все, что угодно. Я знаю, что ты можешь все угодно. Да, я могу сделать все, что угодно. Но в библейских богословских исследованиях я читал, что ты на самом деле не всемогущий.
А это тебе кто сказал? Мой сосед говорит, что ты не все можешь. Я все могу. Бог может сделать все. Вера угождает Ему. Понимаешь? Не живи жизнью полной забот. Будь без забот. Брось себя. Может быть, вы такой настоящий англичанин. Брось себя в жизнь. А если упаду? Ну, наверное, упадешь, конечно. Но Бог никогда не подведет. Так нельзя говорить. Люди могут ввязаться в самые разные дела. Но, конечно, сначала спроси Господа, а потом уж ввязывайся. Одно слово от Бога. Иной работал 100 лет и спас и себя, и еще несколько человек, и весь мир спасся через него, благодаря одному слову от Бога. Построй ковчег. И Ной бросился в эту работу и не усомнился в том, что Бог сказал. Хотя это и выглядело смешным, но это было истиной. Это и есть вера. Когда ты соединяешь свое сердце с тем, что Бог говорит, хотя у тебя и нет силы, ты понимаешь, о чем я говорю. Физически, по-человечески у тебя нет силы. Эта сила придет к тебе, и потрясающие вещи произойдут через твою жизнь. Вера сдвинет горы. Мы могли бы часами об этом говорить. Это так важно, чтобы ты взял это в свой дух. 2 Коринфянам 4:13 говорит, что у нас есть дух веры. И Евреям 11 глава говорит о том, что без веры угодить Богу невозможно. Большинство христиан говорят, у меня такой веры нет, так что и пытаться нечего. Это так странно, так смешно, как если бы маленький ребенок, не умеющий ходить, сделал бы первый шаг, споткнулся бы на пороге, упал бы и всю оставшуюся жизнь лежал бы и говорил, я больше не буду ничего пытаться, я уже пытался. Я уже пытался, говорят многие христиане, пытался практиковать всю эту веру, и ничего не получилось. Знаешь, что ты делаешь? Ты оскорбляешь Всевышнего Бога. Так глупо. О, я попробовал использовать ноги, и ноги не ходят, потому что однажды попробовал их применить, они не несут меня по жизни. Богу это не угодно. Твоя вера работает. Она работает. Некоторые люди понимают это все неправильно и так эмоционально начинают говорить «Вера, вера, вера». Или они очень волевые, и они говорят «Вера, вера, вера». Или такие интеллектуалы, они говорят так «Вера, вера, вера». Понимаешь, вера не от души. Она изменит твою душу, это точно. Вера от духа. Она от сердца. Можешь выглядеть сухим бухгалтером, можешь быть таксистом, можешь быть профессором, можешь петь в хоре, можешь быть кем угодно. Как самым обычным человеком можешь быть. Большинство людей, они самые обычные. И Богу нравятся обычные люди. Вот почему нас так много. Тебе не надо быть суперзвездой, тебе не надо быть суперпроповедником, не надо быть художником, поп-звездой, певцом, знаменитостью. От всего этого нам нужно избавиться. Это работает для всех. Аминь. Но если у тебя есть пара проповедников, которые хорошие примеры, очень хорошо. Они тоже, правда, совершают ошибки. Но ты должен понять, что вера не для нескольких избранных, она для всех. Бог говорит, если ты доверяешь мне, а вера — это доверие, если ты слушаешься меня, вера — это также послушание. Если ты ходишь со мной, Евреям 11 очень ясно говорит об этом. Можешь прочитать. Начинается с Авеля, о том, что Авель принес жертву, угодную Богу. Жертва Каина была неугодной Богу. И есть также элемент такой в вере, который связан с жертвой. Ты должен чем-то пожертвовать, самим собой. Следуй за Иисусом, не за собой. Аминь. Енох, он ходил с Богом. В вере есть что-то, что дает тебе способность общаться с Ним. Не просто трудиться для Него или слушаться Его, но общаться с Ним, ходить с Ним, разговаривать с Ним. И, конечно, Ной, о котором мы уже говорили в прошлой программе, он работал для Бога, и Авраам слушался Бога. И вот о чем хочу сейчас говорить.
Евреям 11, 8 стих. Бог говорит Аврааму: мне это так нравится, потому что это вышибет из тебя страх. Скажи: я не люблю страх. Я не хочу иметь страха. Я не хочу быть под контролем страха. Я хочу быть под контролем Святого Духа. Я имею дух веры. Не дух сомнений и не дух недостатка. Аминь. Ты попадешь в ситуации и обстоятельства, которые ты не сможешь контролировать. Послушай меня. Ты не сможешь их контролировать. Люди ведут себя не так, как ты думал, делают не те вещи, которых ты ожидал. Что будешь делать? Большинство людей попадают либо в депрессию, либо они под контролем всего этого оказываются. Отвергают людей или самих себя, или начинают пытаться все контролировать. Я сделаю так, чтобы это все работало, как я хочу. И ты расстраиваешься. Мир полон людей, которые либо в депрессии, либо они контролируют. Все это из-за страха, из-за неуверенности, из-за недостатка доверия. Я видел проповедников, помазанных проповедников, которые в своих областях, они двигаются очень сильно, но не живут жизнью верой. Конечно, они говорят о вере, но они не живут верой, они все время неуверены, нервничают. Бог не хочет, чтобы ты жил так. Это ад на земле. И Бог не хочет, чтобы ты жил так. Он хочет, чтобы ты был уверенный, чтобы ты был счастливый, чтобы тебе всегда было хорошо жить. Да! Он хочет, чтобы ты говорил: я не волнуюсь. Это не безразличие. Это значит иметь отношение доверия. Если ты женишься или если ты выходишь замуж, ты начинаешь доверять. А этот человек не такой, как ты себя представлял. Забудь эту мечту, эту картинку в своей голове. Ты вышла замуж за какого-то парня, который не такой, как ты рисовала. Разбей эту картину. Я слышал это так часто. О, я выйду за него замуж. Но мне не нравится, что он немножко полноватый. Но я это устрою. Ты это устроишь? О, да. Когда я замуж выйду, он изменится. Я хочу тебе добрую новость сказать, драгоценная сестра. Когда ты замуж за него выйдешь, ты изменишься, а не он. Аминь. Я тебе точно говорю. Не думай, что ты сумеешь контролировать все. Нет, не сможешь. Не надо расстраиваться. Радуйся. Доверяй Богу. Аминь. Бог приготовил жертву, и Бог сделает чудо. О чем я говорю? Я говорю об образе жизни. Я видел это так часто. О, если бы у меня был час, а есть-то всего несколько минут. Я видел этих нервных христиан, таких, которые пытаются понять все своей головой. Все время чуть-чуть о чем-то беспокоятся. Когда ты что-то говоришь, они не следят за тобой. Нервные, как будто нервный дух на них. Выйди из этого всего во имя Иисуса. Весь мир принадлежит тебе. Иисус на престоле, и дьявол поражен. Кровь действует. Обетование истинное. Аминь. И каждое обетование в Библии истина. Я в восторг прихожу только от того, что подумаю об этом. Все, что Бог когда-либо сказал и сделал, произойдет. Произойдет, исполнится. И что ж, чего волноваться? Чего волноваться? А что делать тут? Я помню, когда мы строили здание, через несколько лет наш бюджет взлетел очень сильно, и долг вырос. Потому что одно дело снимать помещение, сейчас мы владеем им. Другое дело иметь свое большое здание и платить за него каждый день. Каждый день. Счета взлетели до американского небоскреба знаменитого. И я думал: ой-ой-ой, как мы все это будем оплачивать? И потом меня осенило. Без разницы. Серьезно. Не я решил построить здание, Бог сказал, что надо его построить.
И Бог не сказал нам построить это здание, чтобы мы рухнули под долгами. Так что, значит, Он даст деньги. У меня в бумажнике не так уж много. Я их отдал, эти деньги, которые были. Это моя жертва была. Но после этого я вхожу в общение. Если ты принес жертву, как Авель, после этого тебе надо стать, как Енох. Я не буду общаться с Богом вокруг моих счетов. О, Бог, мои счета, ты должен заплатить по моим счетам. Ты когда-нибудь таких людей встречал? Может быть, рядом с тобой сидит такой человек? Вот почему ты отсюда выбегаешь побыстрее, не хочешь с ним разговаривать. Скажи, почему ты не хочешь с ним разговаривать? Потому что он полон беспокойства. Он заражен беспокойством. Единственное, о чем они говорят. О, вот это у меня не так. И вот такая у меня еще беда. И знаешь, я понял кое-что. Я мудрый пастор. Я понял, как надо задавать вопросы. Не надо задавать такие вопросы. Как дела? Потому что они будут рассказывать тебе, как у них дела. И час у них уйдет на то, как у них дела, чтобы все рассказать. И начнут со своей левой лодыжки, и потом будет и голова, и деньги, и моя семья, и друзья мои, мой дом, и коврик у дома. И будет такой список, что умрешь. Нужно будет воскрешать. Некоторые люди на самом деле начнут рассказывать, как дела. И очень часто дела не так уж и хороши. И я говорю это все не для того, чтобы минимизировать, свести к минимуму все беды. Не смотри на меня так, я пытаюсь тебе помочь вылезти из бед. Я пытаюсь излить свою жизнь, чтобы тебе помочь. Ты не хочешь слушать обо всех моих бедах. Я и не хочу, правда. Я хочу слушать Божьи решения на все твои беды. Вот да, это да. И ты слушай Бога. Принеси Ему жертву. Будь как Авель, который дал свое самое лучшее, лучшего ягненка. Это жертва. Это знак того, что я хочу поклоняться Тебе, я хочу следовать за Тобой, хочу жить для Тебя. После этого двигайся в общение, как Енох. Переходи от жертвы. Ты живешь жертвенной жизнью, но жертва позволяет тебе войти в общение, и тогда ты ходишь с Ним, говоришь с Ним. Я хожу с Ним, я говорю с Ним. О чем? О лото? О погоде? Обо всех своих бедах? Нет. О самых разных вещах. Вспомни Авраама. Вспомни, как Бог сошел, чтобы разрушить Содом и Гоморру. Помнишь? Он сказал, я сойду и... Я устал от них. Такой усиленный перевод Библии. Но именно это там написано. Я разрушу эти города. Я осужу их. Это был Старый Завет. Ты лучше радуйся, что мы живем в Новом Завете. Суд будет тот же самый, но есть больше времени покаяться, чем было тогда. Потому что мы сейчас живем в век благодати. Это не значит, что Бог не судит. Он просто отложил суд на последний день. Он сказал, я сойду, я осужу Содом и Гоморру за их образ жизни. Ты знаешь, как они жили. Тогда был суд, и сейчас будет суд. Поэтому нам нужно менять образ жизни наш. Он говорит, я сойду, но не могу. По дороге с неба, раз, с третьего неба на второе, на первое, в атмосферу приземляется на землю Бог. По дороге судить. Он приземлился не в Чикаго, потому что он направлялся в Содом и Гоморру, и он приземлился на этой равнине, и потом он говорит, я не могу сейчас идти судить, я сначала должен поговорить с Авраамом. Представь себе, этот маленький старичок с этой старой своей женой, у которых нет детей, которые в глазах людей совершенно неважные люди. Никто не знает вообще, кто они такие. Какие-то странные люди, которые путешествуют туда-сюда, туда-сюда, с одного места на другое. Потому что люди, которые верят в Бога, они отличаются. Мир не понимает их. Что он делает? Туда-сюда ходит, туда-сюда. Что он делает? Землей овладевает для будущих поколений. Аминь. Мир не понимал их. О, эти странные какие-то старики. Говорит, что отец многих народов. Мы не понимаем вообще, что он говорит. А Бог говорит,
Я ничего не могу сделать, пока с этим человеком не поговорю. Ты понял, о чем идет речь? Вот старый, седой, с белой бородой человек. Я уверен, что они не брились тогда. Бритв не было. Он не какой-то бедняк. Незначительный, это не значит, что он был нищий. Мир не обращал на него внимания. Люди вообще думали, да кто он такой? Представь это себе. У тебя ум открыт сегодня утром, и приходит всемогущий Бог. Не Бог, а Бог. Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Бам-бам-бам. Спускается. Я буду судить, но не могу, пока с ним не поговорю. Потому что я ничего не могу сделать, пока это не открою моему слуге. От него произойдет великий народ. Я привязал свое слово к нему. Я сказал этому человеку, что он будет отцом многих народов. И он поверил мне. И из-за того, что он поверил мне, в его жизни есть магнит. И поэтому все, что я делаю, должно быть связано с ним. Можешь себе это представить? Кажется, что не можешь. Представь это себе, можешь? Религия скажет, о, ну это Авраам. Это от того, что он был отцом, и бла-бла-бла-бла-бла. Религия, она... Я не знаю, кто ты, епископ или викарий. Перестань отговариваться от всего. Начинай верить Богу. Перестань говорить своему собранию всякие отговорки. Вера Авраама — это наша вера. Он пример веры. И если у него все получалось, значит и у нас все получится. Послушай, послушай. Понимаешь, что ты или нет? Пойми. Вот Авраам. И у тебя вера Авраама, потому что ты рожден свыше, ты веришь в Иисуса, ты живешь Словом Божьим, и Дух веры в тебе. Аминь. У Бога есть самые разные планы, которые Он собирается делать в мире. Послушай меня. Ты слушаешь меня или нет? И Он говорит, я хочу вот это сделать, вот это сделать. И не какие-то негативные вещи обязательно, позитивные вещи. Но принцип тот же самый. Он ходит, и небеса, Он ходит там по ним в величии, в великолепии, и Он хочет сойти на землю и говорит, я хочу это сделать, но не могу. С этим парнем надо сначала поговорить. Я планирую сделать это, но сначала я хочу поговорить вот с этим парнем. Я хочу это сделать, но не могу, пока я не пообщаюсь вот с этим человеком. Бог зависим от тебя и от твоей веры. Это не ставит тебя выше Его, Он всемогущий Бог. Но послушай, Он сделал себя, почти что сделал себя уязвимым, Он сделал себя доступным. Он поднимает Авраама и семя Авраама и говорит, я сделаю что-то на земле. Как? Через веру это сделаю. Если бы только поверил мне. Когда мы начали нашу библейскую школу, так хорошо помню, Святой Дух сказал, я просил 3 людей, прежде чем я попросил тебя. Те 3 не захотели делать это. Я сказал, сделай это. У меня не было ни малейшего понятия о том, как мы это сделаем, куда мы пойдем. То же самое с тобой. У тебя нет ни малейшего понятия. То же самое с тобой, который смотришь. У тебя нет ни малейшего представления. И вот что трагично. Мы можем прийти на небо. О, я так не хочу. Я вчера думал, я не хочу еще на небо. Боже, помилуй. Потому что, посмотри, мы придем на небо, и Бог покажет тебе ботинок 145 размера. А у тебя всего 37 размер. И Он скажет, я хотел, чтобы ты вырос до такого размера, но ты оставался такого. И Бог откроет один магазин или склад, и Он покажет, я хотел дать тебе вот это все, но ты принял только вот это. Потом зайдешь в другую комнату, Он откроет и скажет, вот смотри, все, что хотел я, чтобы ты сделал, а ты сделал только лишь это. Библия говорит, что на небе будут слезы. Я думаю, что это и есть те самые слезы, которые там будут. Это не для того, чтобы навести на тебя осуждение, но чтобы бросить тебе вызов. Есть определенные вещи, на которые мы не созданы, но с той верой, которую Бог вложил в нас, есть другие вещи, которые совершенно Он абсолютно хочет, чтобы мы сделали. Но если мы не сделаем их, они, может быть, так никогда и не будут сделаны.
Не подумай так, что, о, если я это не сделаю, то кто-нибудь сделает. Ты не знаешь этого. Библия нигде не говорит таких вещей. Послушай, вера действует на основании слова. Если у тебя слова нет, ничего не делай. Но если слово есть, делай. И в этом слове есть достаточно силы, чтобы оно исполнило то, что ты призван сделать. Бог дает тебе слово для твоего народа, для чего угодно. И это исполнится, если ты веришь этому слову, если ты веришь ему. Ты говоришь, я верил, но это не исполнилось. Это ложь. Ты не верил. Я могу слышать тон твоего голоса. Потому что если бы ты верил, то в конце концов оно бы исполнилось. Если оно еще не исполнилось, это просто лишь вопрос времени. Просто вопрос времени. Это просто вопрос времени. Если сейчас хочешь бросить, нет, не бросай, верь Богу. Если ты можешь понять, что дух веры, послушай, он притягивает Бога в твою жизнь, привлекает Бога. Он дает тебе общение с Богом. Он дает тебе план Божий. Он позволяет тебе молиться так, как надо, потому что присутствие Божие в жизни Авраама превратило Авраама в ходатая. Он начал молиться за планы Божьи, вытащил Лота из заварухи. Не знаю, насколько хорошо он справился, потому что там всякие были по дороге вещи, но тем не менее вытащил. Что это значит? Это значит, что когда Бог открывает тебе твои планы, приходит ходатайство, и ты начинаешь молиться Божьими планами, и тогда они раскрываются, и Бог будет сотрудничать с тобой, как ты поверить еще не можешь. Есть такой элемент в Боге. Если ты войдешь в эти жизненно важные отношения, общение с Ним, то Он покажет тебе такие вещи, которые шокируют тебя. Некоторые люди становятся супердуховными. О, я никому обо всем не расскажу. Я говорю не обо всей этой чуши. Вера привлечет его. Вера привлечет ответ. Вера даст тебе достаточно силы. Вера даст тебе достаточно мудрости. Вера притянет чудеса. Вера будет как магнит во всем, что ты делаешь, во всем, что ты говоришь, кто ты есть, куда ты идешь. Это потрясающе. Какие двери вера откроет в твоей жизни. Нет никакого конца, края. Поэтому ты и должен выйти из самодостаточности, из сожаления, жалости к себе, из эгоцентричности должен выйти и сказать: «Бог, я верю в Тебя». Как отец тот сказал: «Я верую, помоги моему неверию». Я верю, но не верю, не верю, но верю. Не знал, что сказать, потому что, в принципе, он верил Богу, но это было как слишком много для него. Послушай, я закончу на этом. Он привык к поражениям, ежедневным поражениям, потому что его сын не был исцелен. И ученики пытались его исцелить, и этот мальчик не освободился. Из-за таких ежедневных поражений, неудач, что-то вошло в его ум. Это все не работает, это не работает, это не работает. И вот Иисус, может быть, получится. И ученики его пытались, и не получилось, не получалось, не получалось. И дьявол будет использовать плохие воспоминания, плохие обстоятельства, которые были в твоей жизни, чтобы у тебя сложился стиль мышления, образ мысли, что я пытался, у меня не получилось, не получилось, не получилось. И слава Богу, что он потом напрямую пришел к Иисусу. Не иди через учеников, иди напрямую к Иисусу. Он приходит к Иисусу, и он говорит: «Иисус, они пробовали, но у них ничего не получилось, но ты, если что-то можешь». Иисус отвечает. Представь себе консультацию на самом высоком уровне, когда человек настолько парализован, он в такой каше, и он спрашивает: «Могу ли я?» Кто угодно может. Представь себе, если бы пастор сказал это в современной церкви, его бы, наверное, засудили. Могу ли я? Да все, кто верит, могут это сделать. Ничего невозможного нет для того, кто верит. И отец просто так: «О, прости, прости, верю, верю, верю». Он хочет этого. У него, в принципе, вера есть, но также много неверия в голове из-за естественных обстоятельств физических, которые заблокировали его веру так, что она не действовала. И Иисус пробуждает его веру так, чтобы она заработала, бросает ему вызов, и пришла эта сила. И его сын освободился. Вот что самое главное.
Это была не вера в Иисуса, которая освобождает. Это была вера, что в тот момент Иисус, освободи моего Сына, чтобы Иисус изгнал все это. Тот вызов, который у нас есть с тобой, мы живем в скептичном, высокомерном, циничном, саркастичном, христианском мире, эгоцентричном. И нам с тобой, у нас есть способность и обязанность показать христианскому миру, что мы живем верой, что наш Бог серьезен, что Он действительно исцеляет больных, что Он действительно освобождает одержимых. Он сдвинет горы, Он будет говорить с нами, прежде чем Он приступит к действиям. Он чудотворный Бог, и мы ходим с Ним, и мы верим в Него. И Он всегда творит чудеса постоянно. Он делает всегда то, что Он обещал сделать. Понимаешь? Вот это ты должен донести до всего мира. Не доноси свою религию, свою грусть, свое безразличие. Кому все это нужно? Неси энтузиазм, который приходит от того, что ты увидел что-то, ты видел то, что делает Иисус, то, что Он обещал в Слове. Вот что ты должен дать людям. А иначе ты просто будешь маленького харизматичного интеллектуала, а это нам не нужно. Бог нас спас от этой чуши. Это значит, что ты можешь сказать: я хожу с Богом, я говорю с Богом. Он говорит со мной. Он творит чудеса ежедневно в моей жизни, помогает мне во всем, заботится обо всем в моей жизни. Это мой опыт. Я знаю, о чем говорю. Когда ты скажешь такие вещи, это потрясет людей. И дьявол говорит: да ты всего лишь студент библейской школы. Неважно, кто ты, дьявол все равно над тобой работает, чтобы превратить тебя в человека, который говорит, что верит, но весь мир и духовный мир также знает, что ты не веришь, потому что у тебя есть слова веры, но у тебя нет духа веры. И ты просто так... И когда проблема, ты сразу бежишь к миру за помощью. Дьяволу нравится христиане, которые бегут в мир, к психологам, к врачам, куда угодно бегут, постоянно, к банкирам. Я не говорю, что ты не можешь обращаться ко всем этим людям, но в каком духе ты делаешь это? Я не сказал, что ты не можешь этого всего делать. Пойми меня правильно, не пойми меня неправильно. Что я говорю? На кого ты на самом деле полагаешься во времена кризиса? Вот к кому ты бежишь. Я знаю врачей, я знаю медсестер, они такие высококвалифицированные. Им так трудно верить в Бога, потому что их ум, их профессионализм, их мышление сразу включается. Я знаю пасторов, консультантов, которые точно такие же. Сразу включается естественное мышление и кропят стихами из Библии на него, потому что хотят звучать религиозно. Но если ты придешь к Богу, послушай меня, Он никогда не разочарует тебя. В Нем нет ничего, что может тебя разочаровать. Ты слышишь меня? Ты слышишь меня? Ничего нет в Нем, что может тебя когда-либо разочаровать. Он такой. Единственное, что Он говорит: просто верь мне, доверяй мне. Я доверял тебе, но не вижу еще ответа. Есть такие вещи, которых я еще не знаю. Есть вещи, которые мне нужно изменить, которых я еще не знаю, что это такие вещи. Ты должен показать это все мне, и я изменюсь. Но вообще, я просто строго стою на Твоем Слове, только на Нем. И этого достаточно. И ты сдвинешь горы, ты изменишь обстоятельства. Ты хочешь это сделать, тебе нравится делать это. Бог не ворчливый Бог. О, надо для тебя чудо сделать. Вообще-то не хочу для тебя чудо делать. Ну ладно уж, сделаю. Ты знаешь, ты чудеса с неба тащишь не так, как зубы рвут. Он хочет творить чудеса больше, чем ты хочешь видеть эти чудеса. Я знаю точно,
Я знаю некоторых из вас, Господь разберется с вами. Господь заставит вас оказаться в ситуации, где вам нужно будет верить Ему. И тогда вы примете решение, как вы будете жить. Притворяться, что вы верите, а на самом деле полагаться на деноминацию, на свою, на традицию, потому что так в вашей плоти очень легко жить. Или же ты решишь, Бог, я должен верить Тебе, иначе все рухнет. Я люблю так жить. Я все время иду по кромке. Если не получится, то все рухнет. И я говорю, Бог, Ты должен. Все, о чем я спрашиваю, я в правильном направлении иду? Да, в правильном. Но у меня столько вызовов. А это для того, чтобы ты мог верить мне. И если это не сработает, то все рухнет. Это то, что мир хочет увидеть, что религиозные хотят увидеть. Поэтому ты просто должен полагаться на Бога. Бог, покажи, кто. И он, да, я люблю показывать, какой я.